Здравствуйте. Приветствую вас на конференции «Чувашии нужны перемены». Меня зовут Семен Кочкин. Ам, Сегодня мы поговорим о том, какие методы борьбы можно использовать сейчас, как мы можем повлиять на власть, на жизнь в Чувашской республике. К сожалению, наша конференция, да, омрачена новостью о том, что чувашские мобилизованные попали под ракетный обстрел. И мы уже запустили петицию по этому поводу, мы рассказали про ситуацию, которая и озвучили информацию, которая сейчас известна. Просто мне показалось важным озвучить это в начале нашей конференции, потому что мы на самом деле не знали, стоит ли ее все-таки начинать или стоит остановиться, да, и там провести конференцию позже. Но все-таки мы решили начать. И наш первый гость – это депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Я попрошу его вывести к нам в эфир. Евгений, здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте. У вас, наверное, есть уникальный опыт. Вы являетесь действующим депутатом, еще и не просто законодательного собрания нашей столицы. Вот. И при этом, при всем, вы были там, когда и пришли, были в оппозиции и жестко выступали в самой городской думе. Можете нам рассказать, как быть депутатом в современной России, да, вот как вы вообще оцениваете этот опыт и что можете о нем рассказать? Ну, смотрите, депутатам тут вопрос, какие у вас цели. Если цель просто обеспечить там какие-то свои личные блага, то это несложно. Это прям вообще проще простого. Сиди, молчи и просто кивай на то, что тебе предлагают чиновники, представители власти. Да? В принципе, все будет хорошо. Если цель что-то изменить в жизни вокруг себя, то это, конечно, все намного сложнее. Какие-то точечные моменты, в принципе, нам удавалось, мне с командой помощников, ну и вообще в целом неравнодушных людей, удавалось достаточно много по каким-то там благоустройству, кому-то льгота какая-то, где-то уголовное дело не расследуется, потерпевший страдает. Много там по исполнительному производству незаконно взыскиваются деньги. Ну, то есть таких моментов достаточно приличное количество, но в основном это, конечно, те, которые не влияют как-то серьезно на жизнь всего общества. По поводу каких-то системной возможности что-то менять, их фактически сейчас, конечно, у депутатов нет. Ну, наверное, из системного можно говорить только о том, что депутат может давать огласку, в том числе с трибуны, каких-то вещах и привлекать таким образом внимание. Мы вот, например, вместе с коллегами Михаилом Тимоновым, Максимом Кругловым в Мосгордуме год назад делали обращение о необходимости издания указа о завершении мобилизации. Потому что, понятно, вот этот указ Путина 21 сентября об объявлении частичной мобилизации, он не отменен, он продолжает действовать. И в любой момент мобилизационные мероприятия могут начаться, для этого вообще больше ничего не нужно. То есть просто устное указание, даже непонятно кого, там, то ли Минобороны, то ли президента, то ли военкома местного. То есть, в принципе, в любой момент начнут и все. И это состояние очень большой неопределенности. Кроме того, из этого указа у нас тысячи контрактников остались на СВО, которые хотели уволиться и которые сейчас ко мне обращаются. Вот вы просто начали сегодня наш эфир тем, что обстреляли чувашских мобилизованных. Но на самом деле единственная возможность для нас, для всех, обеспечить безопасность для граждан России, в том числе для мобилизованных, да, это достичь мира в Украине, да, это прекратить огонь немедленно. И мне кажется, что наши усилия сейчас в первую очередь должны быть направлены на оказание такого общественного давления на наши власти, чтобы они активизировались в этом направлении. В Украине, кстати, идет точно такая же борьба, то есть там есть верхушка условная, которая выгодна то, что сейчас происходит, и есть, соответственно, люди, которые
говорят о том, что нужно все это дело как-то завершать и вести переговоры, чтобы прекратить кровопролитие. Сегодня, например, там Арестович об этом заявил фактически. Но, то есть, ну, не знаю, может, какие-то уточняющие вопросы, что у вас более Да, да, предметно? да, конечно. А вот, то есть, понятно, да, что, я думаю, у нас позиция по Украине плюс-минус одна и та же. Но вот тут такой момент, да, сейчас будут выборы в России 24-го, в 24 году, да, в феврале выборы президента. Вот, в целом будут проходить выборы там после этого, наверное, ну, скорее всего, будут проходить выборы там, губернаторов, законодательных собраний. А, как вы оцениваете вообще эту возможность? Можно ли в этих выборах участвовать? Нужно ли в этих выборах участвовать? Можно ли добиться каких-то результатов в участии в выборах? Участвовать вы имеете в виду идти и голосовать в этом смысле? Ну, на президентстве, скорее всего. А что касается всех остальных, ну, может быть, есть люди, которые хотят быть и кандидатами. Смотрите, надо в данном случае, если мы говорим про региональные выборы, да, начнем с самого неинтересного, то в данном случае надо смотреть индивидуально под каждый выбор. Например, ну вот, к сожалению, в Татарстане, да, давно бесполезно участвовать в выборах, и там все фальсифицируется на раз-два. Просто вот, если даже вам в УИКе что-то, какой-то результат удалось отстоять, ТИК просто переписывает результаты, и ничего там не сделать. Я вот к ребятам специально ездил, общались на эту тему долго, и там полная безнадега в этом смысле. Но есть регионы, вроде Иркутской области, Якутии, там, Архангельской области, Республики Коми, где вполне реально отстаивать результаты и где фальсификации не достигли таких больших масштабов. Так что тут надо подходить индивидуально. Если в вашем регионе, в принципе, хотя бы периодически проходят оппозиционные кандидаты, то, конечно, надо участвовать. Вон на прошедших даже, с каждым годом все хуже, даже в 2023 году в Свердловской области, в Новгородской области проходили независимые кандидаты, достаточно приличные, да и в Москве тоже были кандидаты, ну, это я больше, наверное, про 22 год, да, говорю, которые как-то прошли. Но в Москве-то это исключение из правил. Ну, вот в Свердловской области, в Новгородской, там шансов побольше все-таки. Так что тут индивидуально. Электронное голосование. Вот в Чувашии у нас первый раз они ходили. Вот электронное голосование используется на муниципальных выборах, даже не на выборах, а на выборах. И в итоге там ну, то есть там явка была что-то типа 60%. То есть как бы понятно, что это было не в Чебоксарах, это было в районных центрах, но все равно. То есть, и как бы, судя по всему, это электронное голосование сильно изменяет расклад сил. Но проблема в том, что оно никак не контролируется. Поэтому оно и применяется. Если даже сейчас, с учетом того, что убрали члены комиссии с правом совещательного голоса, куча... Меня видно, слышно, да? Да, отлично. Ага. Я слышу. Множество ограничений для наблюдателей. И мы видим, что даже репрессии в отношении наблюдателей применяются. Так вот, несмотря на все это, тем не менее, какая-то возможность для контроля теоретически пересчета голосов, да, наблюдения, как физически проходит процесс голосования. В электронном голосовании ничего этого нет. То есть вы вообще не понимаете, проголосовал кто-то или нет. Если проголосовал, то как? И где голосовал? То есть это, ну, в Москве это было продемонстрировано. Электронное голосование, к сожалению, переворачивает полностью результаты голосования. И поэтому там, где оно есть, там, конечно, эффективность значительно уже снижается. Но, правда, в последние так называемую имитационную процедуру, которую пытались заменить выборами, да, вот эти, когда выбирали Собянина, к ней электронное голосование подогнали результаты прям один в один под очное голосование. Но там была зачищена вся поляна, что называется, еще на стадии подбора кандидатов. То есть кандидаты были настолько безликие,
что, ну, при всем желании там за Леонида Зюганова, там внука Геннадия Зюганова, да, который от Собянина получает дом 270 квадратных метров в пользовании в элитном поселке Озера, да, и другие там зампреды Госдумы, которые ни единого слова критики в адрес Собянина не высказывали, ну, естественно, как за них голосовать? Поэтому они попытались таким образом легализовать и вернуть какое-то доверие к электронному голосованию. Но на самом деле к нему никакого доверия нет, это ясно. И тем не менее, возвращаясь к этой имитационной процедуре, которая у нас будет весной 2024 года, конечно, я не надеюсь того, что мы там сумеем Путина поменять на кого-нибудь другого. Нет, этих мыслей быть вообще не должно. Но приходить туда, тем не менее, надо. Готовиться, тем не менее, нужно к этой процедуре и, соответственно, агитировать, чтобы люди максимально пришли. Чем больше нас придет, тем сложнее им будет фальсифицировать, тем больше людей смогут увидеть эти фальсификации. Понимаете, если мы не придем, если мы все скажем, мы за бойкот, а бойкота нет никакого, порога явки нет. Если мы с вами не условно объявляем бойкот и не приходим, все чинуши, они только в пальцы потрут. Они скажут, ну и все, и отлично. Нам меньше фальсифицируют. И Владимир Владимирович выиграет абсолютно чисто. Просто чистехонько. Они даже в электронном тогда бюллетене нарисуют ровно столько же, сколько на бумажном, чтобы не было подозрений никаких. И скажут, смотрите, весь народ за Путина, весь народ за войну. Поэтому надо идти, обязательно надо. Потому что если кто-то сейчас из политических активистов считает, что да и так все понятно, что все фальсифицируют. Это вам понятно, кто уже там годами следит, участвует в митингах, участвует в выборах, YouTube смотрит и так далее. Но у нас миллионы людей, которые из-за войны, из-за того, что сейчас доллар упал, цены растут, то есть курс доллара повысился, да, цены растут, и они только сейчас стали вовлекаться в политику. Они не знают, что раньше были фальсификации. Таких людей миллионы, десятки миллионов будут ближе к президентским выборам. Потому что вот как раз последние 2 года им все это надоело. Да, они позднее нас, может быть, к осознанию к этому пришли. Но пришли, и им надо помочь. Им надо помочь. С ними надо, во-первых, разговаривать, их надо звать, чтобы они лично пришли и увидели, что невозможно, когда ты электронно голосуешь, невозможно ничего проверить. Что, соответственно, потом видеокамеры будут у наблюдателей, как там вбрасывают эти пачки бюллетеней. Все это нужно фиксировать и показывать им, что царь-то не настоящий. А если никто не придет, Владимир Владимирович 80% наберет своих, или сколько ему там нарисует, все объявит, скажет, так оппозиция никого не выставила. Оппозиция не... Ну, все ходили, кто хотел, все пришли на выборы. Ну, значит, все, Путин президент еще 6 лет. Это будет иметь, извините, я завершу, это будет иметь большие последствия дальше, потому что понятно, что после этой имитационной процедуры, мартовской, да, будут очень хреновые вещи в России. Очень просто плохие, которых мы, ну, не знаю, наверное, видели в своей истории, но очень давно не видели. Если вы помните, после 2018 года, в абсолютно мирное время, считай, что, да, у нас была пенсионная реформа, у нас было повышение НДС, акцизов и там много чего еще неприятного, более мелкого. Про ЖКХ там можно говорить долго. И сейчас, помимо вот повышения налогового бремени, у нас бюджет, смотрите, военный почти в 2 раза вырос. За счет чего это? Непонятно. За счет налогов, естественно. И будут они повышены. Понятно, что не в феврале. Не перед вот этой процедурой. А, естественно, после. Они будут повышены в апреле-мае. И когда мы как раз Владимиру Владимировичу должны будем либо пробойкотировать, как они мечтают, либо оказать ему доверие. И, естественно, будет, если не завершится война, будет общая мобилизация. Это тоже понятно, потому что там нужен перелом Путину. И он рассчитывает, с учетом того, что падает помощь от Запада Украине, он рассчитывает сейчас додавить. И об этом надо сейчас говорить людям. У вас сейчас судьбоносный выбор-то. И, соответственно, потом будут в любом случае протесты, будет недовольство. И когда это недовольство люди поймут, что их это напрямую касается, они могут вспомнить, царь-то не настоящий. Это будет очень важно.
Я вспоминаю, когда началась мобилизация, в Google один из самых популярных вопросов был, когда следующие выборы президента. Вот поэтому, да, наверное, люди в целом как-то хотят показать свой протест. Тут же еще такой момент, что у людей в России очень мало возможностей показать свой протест, потому что как бы на улицу не выйдешь, как бы за ролики, там, какие-то высказывания в интернете появилось много статей, и, возможно, выборы — это одна из немногих акций протеста, которые можно, как можно себя проявить. Но будет очень, ну как, я вот переживаю только за то, что если мы там людей вместе будем звать, то как бы к концу выборов, когда, точнее, будет объявлен результат, нам будет казаться, что людей, которые не поддерживают Путина, очень мало, потому что они там накроют а, своими там электронным голосованием. Я понимаю, что как бы, ну, хоть что-то нужно делать, вот, но у меня большие сомнения на этот счет. Я когда думал один из аргументов привести для жителей Чувашии, почему нужно идти и проголосовать, чтобы хотя бы снизить процент Путина в Чувашии, потому что если процент Путина в Чувашии будет ниже, чем там в соседних регионах, там Нижегородской области, Мариэл, то тогда главу Чувашии Николаеву сильно влетит. Вот. И, возможно, для жителей Чувашии это даже будет больше аргумент, чем там, как-то себя показать. Да, вы правильно говорите, надо искать свои аргументы. Вот смотрите, почему в Москве много денег? Одна из причин. Почему в Чечне много денег, в Питере много денег? Потому что это все регионы, от которых федеральные власти ждут неприятных сюрпризов. Это, ну, по-разному. То есть в Москве это протесты, в Питере протесты. Чечня это вообще возможность там военного мятежа, да, все равно все это помнят. И поэтому туда деньги будут направляться. И то же самое вы можете разговаривать с теми, кто... Если регион дает сам по себе 90% за Путина, зачем туда деньги вливать? Там и так все прекрасно. Все хорошо. А если регион как Москва, где в любой момент может какой-то митинг быть неприятный, да, и где, соответственно, ну, желательно, чтобы люди жили сыто, их и мобилизация их не трогает особо. Ну, мы видели, что только несколько дней, по сути, настоящая мобилизация в Москве была. И по деньгам все более-менее, ну, дороги, там, транспорт, ну, вообще все намного лучше. Это только для того, чтобы москвичи не бастовали. Так что да, это тоже аргумент. Но я-то сейчас аргумент говорю, скажем так, для нас, чтобы мы агитировали, что мы должны понимать, что волнения будут, они неизбежны. И они, возможно, будут не в такой классической форме, как там митинги Навального, да, к которой мы привыкли, а скорее вот уже мы видим вырабатывается новую форму. Мятеж Пригожина, дагестанский мятеж. Да, вот какие-то спонтанные вещи, которые кажутся, по крайней мере, спонтанными, и которые, естественно, никто ни у кого разрешения спрашивать не будет на эти митинги. Вот все, власть сама закупорила эту возможность и фактически спровоцировала людей на вот эти действия. Да, вот что думаете насчет членов избирательных комиссий? Насколько эти люди, ну, то есть, вот, понятно, да, есть там члены комиссий, которые там сами решили стать, там, написали заявление, пришли там в партии, попросили их выдвинуть. Но ведь есть члены избирательной комиссии, которых там назначили там на работе, буквально сказали, вот ты будешь, значит, эти бюллетени считать. Насколько люди готовы там как-то отстаивать интерес избирателей, учитывая, что и наблюдателей особо не будет, да, то есть как бы там членов комиссии по освещательному голоса их же как бы убирают, там наблюдателем стать, я думаю, будет очень сложно. Я думаю, политические партии, которые обычно там наблюдают, там, Яблоко, КПРФ, они тоже будут не особо готовы, значит, этих наблюдателей выдвигать. Вообще непонятно, там, кто будет там, от Яблока, будет ли кандидат от Яблока. Вот. Что по этому поводу? Вопрос сложный, вопрос правильный. Здесь, смотрите, я ссылаюсь на мнение эксперта. Экспертом в данном случае я считаю Александра Кынева, политолога, который вот специализируется на региональных выборах как раз. И он интересный момент заметил, что в масштабах фальсификаций из-за введения трехдневного голосования, а вы понимаете, почему трехдневное, потому что между первым и вторым днем и вторым и третьим днем 2 ночи, да, и в эти ночи за бюллетенями следит только председатель комиссии, а он-то всегда подконтрольное лицо.
Там какие-то члены комиссии, они могут возмущаться. Председатель всегда под контролем. Так вот, несмотря на то, что оставались бюллетени наедине с председателем комиссии, данные по фальсификации почти не изменились. То есть вот где фальсифицировали регионы, там продолжили фальсифицировать. Где не фальсифицировали особо, ну, по крайней мере, настолько явно, да, там и не было даже при трехдневке этих фальсификаций. Я думаю, что здесь уместна экстраполяция, и что, скорее всего, какую-то подобную картину мы увидим сейчас. Если у людей нет вот этого привычки вбрасывать, ну, вряд ли они без наблюдателей будут вбрасывать. Кто-то вбросит, наверное, кто-то, какие-то единицы. Но в целом мы увидим примерно тот же механизм, который был и там в той же Якутии, например. Мы увидим примерно те же результаты, которые были в прошлый раз. А в прошлый раз Грудинин там набрал больше 30%. И вот это будет очень интересно, сравнить регионы, где есть электронное голосование и где нет. А все-таки регионов, где нет электронного голосования, у нас все еще большинство. Там около 30 регионов, по-моему, с электронным голосованием будут. И хотя это понятно, это регионы с большей частью населения, и скорее всего они сделают погоду, там нарисуют то, что нужно. Но наша-то задача, мы не ставим себе цель сейчас выиграть у Путина выборы. Нет такой цели, это нереально. Цель показать, что эти выборы нелегитимны. Но показать не сидя на диване, объявив бойкот, а прийти, проголосовать, зафиксировать фальсификации и показать эти фальсификации всем остальным. Это действие. Можно сидеть дома, бездействовать и ничего не получить. А можно попытаться предпринять реальное действие и иметь шанс получить результат. Нам тут задают вопросы в чате. Евгений, будете ли вы сами подавать заявку на участие в президентских выборах? Вы, Грудинин, Бондаренко, можете очень хорошо всколыхнуть это болото. Ну, на самом деле, СОТА проводила даже, телеграм-канал СОТА проводил праймерис, там действительно Грудинин, я, Бондаренко, вот мы первые 3 места с большим отрывом заняли, но я-то признан иностранным агентом и был исключен из КПРФ. Понятно, что КПРФ меня не выдвинет, поэтому мою кандидатуру отклоняем, а вот Грудинин и Бондаренко, вот эти двое, они на самом деле очень реальные кандидаты, потому что они популярны в народе, они не запятнали, в отличие от Зюганова, себя какими-то кровожадными высказываниями, и но у них, они не скучались с партией, не признаны иноагентами. То есть вот они, в отличие от меня, да, соответственно, у них нет никаких препятствий быть выдвинутыми. Так что вот президента, наверное. с Грудининым и Бондаренко я считаю, что вот их и надо выдвигать, ну кого-то из них там, да. А если выдвинут какого-то вот этого заведомого непроходимца, там Геннадий Зюганов, например, 2% набрал, были публикации, что хотят его выдвинуть, ну потому что он старше Путина. Это как бы очень важно для администрации президента. Так вот, у него там 2%. Помните, как Касьянова раньше называли, Миша 2%. Вот у нас Гена 2% как бы в КПРФ. И его могут выдвинуть сейчас. Но мы изначально, это тоже нужно публичить, я делал репост этого праймерис специально, чтобы вы понимали. И мы потом всем гражданам говорили, что были нормальные кандидаты. Был Грудинин, был Бондаренко, никаких препятствий по выдвижению которых не было. Но выдвинули Гену 2%. Поэтому это все нелегитимно. Да, я полностью разделяю ваше мнение по поводу Геннадия Зюганова. Еще к вам вопрос задают. Какие настроения у московских депутатов, ну, видимо, Мосгордумы, чувствуют ли они вкус поражения или не чувствуют, поддерживают ли они на самом деле Путина вот настолько, насколько они говорят и там, голосуют? Это про каких? Про единороссов вопрос, да? Ну да. Но я думаю, что в целом я думаю, что там сейчас уже, ну, понятно, что коммунисты, есть яблочники, но я думаю, те, кто остался там, те, кто на заседание ходит и голосует за там ПДЖ, Собянина и там, за прочие там вещи, я думаю, там уже разницы нет, что там единорос или не единорос. Или есть?
Да нет, есть разница. Есть хорошие депутаты, которые голосуют, ну, либо против, либо, по крайней мере, воздерживаются под давлением и действительно пытаются бороться за интересы людей. Ну, там, Елена Янчук, Павел Тарасов, если говорить про Мосгордуму, Максим Круглов, там, Дарья Беседина, Сергей Митрохин. Так что, ну, можно еще перечислять. Дмитрий Локтев, Михаил Не-не, Тимонов. ну хорошо, я понимаю. Там у вас очень много прошло хороших депутатов. Вот мы все Ну да, с следили десяток-то в плане точно есть. 2019 года. И я к тому, что нет, эти-то, естественно, никто из тех, кого я перечислил, никто Путину не кланяется и никаким образом позитивно о нем не высказывается. Но что касается единороссов, например, они, скажем так, там есть совсем с отшибленной головой, да, которые клянутся в любви, где ни попадя, и там распинаются. Такие есть, вроде там Людмилы Стебенковой. Но есть совсем другого плана, и которые прям где-то в кулуарах говорят, что да, это катастрофа. То есть не называя где-то там, может, фамилию Путина, все равно опасаясь, да, но про себя говорят, что это полная жесть, так скажем. Другого слова на букву «Ж» не будем употреблять, которое они употребляют. Так что настроение на самом деле хреновое у них. Хреновое. Да хоть как у всех россиян, скорее всего. Ну да. Смотрите, давайте мы сделаем так. Я вам задам последний вопрос, который задали наши зрители, и вы на него ответите, а потом я вас попрошу обратиться к нашим зрителям, там, может быть, как какое-то напутствие небольшое, а мы в этот момент незаметно немножечко пересядем и добавим нашего зрителя. Мгм. Вот. Это я вам и технической команде сказал. Смотрите, вопрос такой. Что вы думаете о заявлении Бориса Надеждина о своем выдвижении? Слушайте, если Бориса Надеждина допустят, ну, я буду только рад, потому что при всех минусах, которые объективно есть у этого кандидата, при всех подозрениях о его фактической лояльности власти, тем не менее, я считаю, что он все-таки, по крайней мере, четко акцентировал антивоенную позицию, и он смог бы, если бы его зарегистрировали, ну, по крайней мере, сделать осмысленным поход на выборы. То есть, конечно, это не кандидат моей мечты, скажем так, да. Я бы с гораздо большим удовольствием проголосовал за тех же Бондаренко или Грудинина. Но если там условно Геннадий Зюганов или Надеждин, ну, конечно, Надеждин. Тут вопросов нет. Так что, ну и сам факт конкуренции, идей, то есть, если это будут одни старцы, там, Миронова мы там увидим, Явлинского и вот, Зюганова, ну это будет совсем тоскливо. Это прям вот на такие выборы агитировать людей идти будет очень сложно, конечно. Так что я ну, зарегистрируют Надеждина или нет, это мы посмотрим, какой там хитроумный план Кремля по этому поводу, да. Но в любом случае я рекомендую не опускать руки и готовиться к тому, что нужно будет агитировать людей, идти на эту процедуру. Это не выборы, это имитационная процедура, но на нее надо идти, чтобы зафиксировать те фальсификации, те нарушения, которые есть, и опубличить их, и рассказать об этом тем, кто только-только вовлекается в политику, и с кем нам в следующем году, в 2024-м, еще делать большие дела. Потому что я уверен, что те антинародные и вообще кровавые решения, которые примет власть в следующем году, она всколыхнет все общество. Все общество. И очень важно в этом смысле будет понимание, президент легитимен или нет. Очень это важно. Меня слышно? Мой микрофон работает? Да, я вас слышу.
Да, интересно, слушают ли нас зрители. Евгений, большое вам спасибо за ваше выступление, за ответы на вопросы. А, Мы переходим к нашему следующему спикеру, спикерке, к координаторке низкого антивоенного сопротивления Дарье Сирен. Мы ставили цели своей конференции. Так, я отключаюсь, да? Да, Евгений, вы отвечаете. Ага. Все, спасибо. Вам большое спасибо. Мы Звука нет. Микрофон выключен на вашем зуме. Мгм. Ага. Звук работал, да? Отлично. Хорошо, Спасибо. да. Я не знаю, в какой момент меня не было слышно, в какой момент было слышно, но мне несложно еще раз объявить нашу новую спикерку, это Дарья Сиренко. Еще хочу сказать большое спасибо Евгению Ступину за его доклады, за ответы на вопросы. Мы в своей конференции ставим цель найти новые способы подавления властей, создания гражданского общества, изменения Чувашии в лучшую сторону, создания счастливой Чувашии будущего. И дальше нам в этом помочь, потому что как организация феминистское сопротивление горизонтальное, и это очень необычно, потому что во всех структурах, в которых я активистски участвовал, они все были строго горизонтальные, а тут все совсем другое. Все, я спасибо, Даша, что рассказал этот лучик. Давай ты начнешь, я как-то успокоюсь. Хорошо. Своей тревожности. Да, я... Так интересно, ты говоришь, что для тебя это необычно, и что это какие-то новые способы самоорганизации, но горизонтальной практики или стремление к горизонтальной практике, более горизонтальной практике. Для меня, когда это что-то самое естественное и обычное. То есть я в активизме 9-й год, и все проекты, в которых я участвовала, они были преимущественно горизонтальные. Поэтому здесь в Америке ничего нового не открою, ни для кого. Может быть, просто отвечу на твои какие-то уточняющие вопросы. Я не думаю, что лично я могу сделать вклад в счастливое будущее Чувашии. Вот, я слишком мало знаю, и не мне как бы тут что-то сверху вниз говорить. Но я постараюсь тем, что знаю сама, тем, какой у меня есть опыт. И здесь важно сказать, что я одна из многих координаторов, активисток нашего антивоенного движения, феминистского антивоенного сопротивления. Мы не организация, мы именно движение. Это важно сохранить такую терминологию, но как раз из-за нашей более горизонтальной практики. Вот, спрашивай подробно. Они говорят, что поближе к микрофону. Ну, хорошо. Ну, вот смотри. Я раньше думал, что активизм и какая-то активность работает так. Есть условный лидер, который говорит, я думаю, что нужно сделать вот это. Давайте мы вместе соберемся и там проведем митинг, или там соберем подписи, или там сделаем петицию. И люди, которые его поддерживают, говорят, да, давай. А я так понимаю, что у вас немножко все по-другому. Не только по-другому. Мне кажется, что горизонтальные практики распределения власти, они не отменяют лидерство. Есть даже такой термин «распределенное лидерство», когда лидеров много, и когда кто-то один, и вокруг него выстраивается весь лидер. И вообще, на мой взгляд, гражданские движения, антивоенные движения,
политические движения, они должны быть направлены на то, чтобы вырастить внутри себя как можно больше лидеров и лидеров разных, с разными опциями, с разным опытом. И это история не про конкуренцию, не про борьбу за власть, а это история как бы про солидарность. История про то, что каждый человек может быть лидером, да, в какой-то своей нише, кто-то умеет делать одно, кто-то умеет делать другое. И это очень, как бы, с одной стороны, сложно, с другой стороны, это удобно в том плане, что если такую организацию, движение его нельзя обесславить. То есть если схватят кого-то одного, да, реализуют в каком-то смысле, простите это слово, кого-то одного, движение, организация не останется без лидеров. Да, оно перегруппируется иным способом и сможет действовать эффективно, работать эффективно дальше. И когда возникала ФАС, у нас изначально не было комитета какого-то или главных людей в движении. Самый наш первый чат, это был чат на 18 человек, все мы делали все. Уже потом мы разрослись в движение, в котором там сотни, хотелось бы, было сотни человек, тысячи человек. И у нас есть сейчас порядка 40 ячеек в разных городах и странах. Как в России ячейки есть, так есть и зарубежные. Это очень важно, потому что тогда мы работаем как сеть. И это очень удобно. Допустим, сеть – это такая структура, по которой можно быстро передавать сигналы, можно быстро передавать что-то, чтобы распространить. Мы все активируемся и помогаем друг другу. Поэтому мне кажется, что горизонтальность, несмотря на то, что горизонтальность – это огромная работа, несмотря на то, что ее нужно все время прокручивать, тестировать, смотреть, работает она или не работает, это на самом деле гораздо более удобная и более работающая вещь. Вот у меня в чате все жалуются на звук, и почему-то не говорят нам про... Я вот понимаю, вот расскажи мне, да, вот ты говоришь про вот насколько это эффективно, но когда так много людей принимает решения, может быть, как-то сложно их принимаете, может, с этим есть проблемы? Нет, конечно, горизонтальность, надеюсь, что сейчас меня будет нормально слышно. Если плохо слышно, вы пишите, пожалуйста. Пожалуйста, пишите. Вот, горизонтальность – это, конечно, сложно. Это не только, было бы странно и неправильно говорить, что горизонтальность – это вот такая прекрасная от начала до конца история. Иногда это супер неудобно, иногда это очень долго, но это того стоит. Например, когда нам нужно принять решение по какому-то важному вопросу, допустим, про будущее нашего движения или там как мы действуем в тех или иных обстоятельствах, нам приходится проводить голосование, и оно проходит долго, и мы стараемся дождаться всех участников и участниц нашего движения, чтобы они могли выразить свою позицию, чтобы могли действительно говорить от лица движения, а не от лица какой-то очень узкой группы людей, которая главнее других. У нас такого нет. И более того, даже наши какие-то финансовые вопросы, например, вот мы выиграли премию мира, Ахимскую премию мира, и там у этой премии был небольшой денежный эквивалент. И мы всем миром, буквально всем феминистским антивоенным сопротивлением решали, как мы распорядимся этими деньгами. Потому что так должно быть. Мы провели голосование, мы провели второе голосование, мы сделали голосование даже в нашем телеграм-канале. И мы решили таким образом, куда мы эти деньги направим. Так мы отправили 1500 евро в инициативу помощи политически преследуемому «Вывожук», и отправили вторую половину денег организации «Мартинка», это украинская инициатива помощи женщинам в ситуации насилия. Вот. И такие вещи, да, это иногда требует большего времени, иногда это требует больших психологических сил, но зато каждый человек, у него есть своя агентность, своя субъектность внутри движения. Потому что Российская Федерация и диктатура, и вообще путинский режим, они стремятся к тому, чтобы люди переставали участвовать. Они хотят, чтобы мы этой агентности, субъектности были лишены. И, честно говоря, многие оппозиционные организации иногда так действуют, что лишают людей, в том числе там, своих избирателей, своих сторонников, вот этой самой субъектности и агентности. Нужно ее нам с вами возвращать себе, для того, чтобы мы могли действовать независимо, а не ждать каких-то абстрактных лидеров, которые придут и всех нас спасут. Никто не придет, никого не спасет. Это мы сами должны возвращать себе вот это право на голос. И да, только правом на голос ты
свою страну, там, свое государство не спасешь, но тем не менее это какая-то отправная точка, и это очень важно. Особенно сейчас, когда, по большому счету, нет каких-то больших организаций, да, как вот классических, да, которые были раньше, да, где куда можно прийти, тебе скажут, что делать, там, тусовки клеить или там, митинг собирать. Сейчас, мне кажется, есть возможность горизонтально собираться, там, не знаю, сделать какие-то чаты домов, вместе решать там проблемы, там, может быть, какие-то мелкие, может быть, там, расширяться и решать проблем побольше. А вот смотри, такой вопрос. Вот этот вопрос задают, на самом деле, абсолютно всем антивоенным инициативам. Ну, мол, вот война идет уже там много-много времени, вот, значит, а вы эту войну не закончили. Либо вот, как бы, вы в это, зачем вы этим занимаетесь? Как ты на этот вопрос отвечаешь? Может быть, себе, как вы между собой это обсуждаете этот вопрос? Мне кажется, каждый антивоенный активист или активистка, как люди, которые остались в России, так и мы, люди, которые уехали из нее, мы задаемся этим вопросом. Не знаю, я каждый месяц себе задаю. Зачем нужны антивоенные движения, если они не останавливают войны? Вот такой вопрос я себе задаю. Но при этом здесь очень полезно обратиться к какому-то глобальному историческому опыту и понять, что мы не одни. И эта война не первая, не единственная, и я боюсь, к сожалению, что не последняя. И антивоенные движения существуют не только в России, они существуют на протяжении столетий во многих странах мира. И если исследовать такие войны и другие антивоенные движения, можно увидеть, что практически ни одно антивоенное движение не положило конец войне, что заставляет меня думать о том, что антивоенные движения существуют не для остановки войн. Они существуют, во-первых, для сохранения гражданских каких-то работающих сетей политических в условиях как раз диктатуры. А это, кстати, тоже важно. Антивоенное движение против диктатуры или антивоенное движение в стране, которая диктатурой не является. Это тоже две совсем разные истории и совсем разные войны, и это все по-разному проходит. И еще у антивоенного движения, мне кажется, у людей, которые внутри него функционируют, работают, действуют, у них есть функция очень важная, которую все знают, это делать вклад в будущее без войн. Может быть, я говорю сейчас какие-то утопические вещи, и мне очень сложно поверить из этой точки крайности. Вообще о будущем говорить очень сложно. Но мне кажется, что если мы все будем держать у себя в голове вот это возможное будущее без войн, профилактику войн, то, возможно, наши там дети, наши потомки, люди, которые будут жить, работать и быть активистами после нас, возможно, им будет чуть легче. Да, это тяжело, работать не на сегодняшний момент, а для будущего, особенно в условиях, даже сама вот эта конструкция, это словосочетание прекрасное, все будущего его сложнее и сложнее воспринимать как реальность, как ироничную формулировку. Но мне кажется, что будущее, оно начинается уже сейчас, и каждый человек, который делает маленькое антивоенное дело, клеит листовку, делает какую-то подпольную свою маленькую организацию, помогает беженцам, помогает депортированным украинцам, помогает пострадавшим от этой войны. Он делает вклад в это будущее, и никому нельзя позволять отнимать эти смыслы у нас. Потому что если эти смыслы отнимут, то не останется вообще ничего. Просто как бы потеряются не просто смыслы для антивоенного движения, мне кажется, потеряются смыслы для жизни вообще. Но диктатура — это не навсегда. И я думаю, что даже вертикальное устройство мира — это не навсегда. И, возможно, я сейчас говорю просто абстрактную, воодушевляющую фигню, но мне кажется, этого не всем хватает. Тут пришли вопросы, и очень интересно, что эти вопросы про феминитивы и вообще про феминизм. Если что, ты... Это особенно удивительно. Я думал, будет больше вопросов про ФАС. А вот тогда давай я поговорю с тобой про ФАС. Как сделать ячейку ФАС? Ну, у нас есть, кстати, в канале «Феминистское антивоенное сопротивление» подробные гайды, как это делать, организовывать более безопасно. Мы никому не можем спустить сверху вниз приказ или там, не знаю, руководство сделать ячейку. Люди самоорганизуются сами. Мы вообще не думали, что наша организация будет ячеечная, наше движение будет ячеечным. Это само так сложилось. Мы можем только отслеживать процессы и помогать людям делать это более безопасно. Вот у нас есть такие гайды. Достаточно одного желания людей самоорганизоваться. Тут есть принципиально разные вещи. Ячейка ФАС внутри России, а у нас
такие ячейки активистские, подпольные, тайные, анонимные, которые находятся в постоянной опасности с собой, не публикуют своих имен. А если это и появляются, то только с закрытыми лицами, там, с измененными голосами. Но есть и более открытая история. Это ячейки ФАС в других странах. У нас 28 ячеек в других странах есть. И там люди действуют с открытым лицом, люди фандрайзят для других проектов, люди делают там благотворительные ярмарки, люди делают петиции международные, люди занимаются там адвокацией, ездят на конференции, делают правозащитные доклады и так далее, и так далее. На самом деле, если как у нас это происходило, просто человек какой-то, допустим, в Италии решает, я хочу стать частью ФАС, и человек пишет в наш анонимный бот, и мы помогаем, в общем, у нас есть координаторы, которые помогают самоорганизоваться. Спасибо. Ну, у нас, кстати, тоже есть, ну, правда, еще не думали сделать как организации. Интересно, у нас есть чат для чувашей всего мира, для того, чтобы чуваши просто собирались во всем мире и как-то друг другу помогали, в том числе, ну, как бы за границей. И удивительно, что такие люди нашлись, и сразу много людей вступило в чат, и я надеюсь, что мы тоже будем дружить, помогать и, может быть, даже делать какие-то классные штуки. Я бы очень этого хотел. Вот если вы хотите заниматься антивоенным активизмом, то попробуйте вступить в ФАС, например. Вот. Ну что ж, время вопросов? Или... Ну, слушай, Даш, я хотел спросить вот еще о чем. Мне кажется, это важный вопрос. Вот ты рассказала про, что вы получили премию, а были еще какие-то проекты, которые вам, ну, не проекты, да, про премию неправильно, наверное, говоришь, проект, вообще неправильно, да. Что получилось сделать за вот время существования феминистского антивоенного сопротивления? Да, это важный вопрос. Вообще важно иногда фокусироваться на том, что получается. А потом мы привыкли фокусироваться на всем том, что не получается, а не получается у нас, я думаю, у всех очень многое. Но у нас и получилось очень много. Я недавно собирала какую-то информацию за 1,5 года нашей работы, и, честно говоря, я была очень тронута тем, что мне удалось увидеть и собрать. Вот когда смотришь на всю свою работу, всю вашу работу целиком, это здорово. Мы, например, смогли стать иностранными агентами, но не в этом наше достижение. Достижение было в том, что мы объединились с матерями и женами мужчин, которые подвергались мобилизации, и мы создали с ними тоже там закрытые чаты, анонимные чаты, мы помогали прощать мобилизованных, то есть мы связывали с журналистами, с правозащитными организациями, и вот на нашей совести несколько кейсов, когда удалось людей вернуть и отправить их в эту эмиссарную. И для того, чтобы привлекать внимание к этой проблеме, и к тому, что вообще-то есть женщины, матери, жены, которые против войны, мы создали вместе с ними, написали большую петицию. Я понимаю, что сама петиция, вообще петиции как бы в текущей ситуации это ерунда, ну как будто бы, но при этом петиция нам нужна была для медиакомпании. И наша петиция, написанная совместно с женами и матерями, она была с требованием вывести войска из Украины, вернуть всех мобилизованных, всех солдат домой. И она подняла такой шум, что комментировать нашу петицию пришлось Пескову, а через несколько недель, по-моему, 2 или 3, мы были объявлены иностранными агентами. Но мы поучаствовали в этой кампании «Отнять у государства солдат». И в этом участвовали все антивоенные движения. Вот это был наш вклад, это было очень важно. Нам удалось также собрать больше 8 тысяч евро на генераторы для Украины. Мы отправили генераторы в конкретную больницу в Украине. Мы собрали более 2,5 миллионов рублей для российских инициатив волонтерских, которые помогают депортированным беженцам, депортированным украинцам в России, перемещенным украинцам. Разные есть формулировки. И мы постоянно помогаем волонтерским инициативам, они к нам обращаются, они не могут часто с нами открыто сотрудничать, но мы им помогаем как можем. Вот. Мы смогли... на самом деле у нас очень всякие достижения, всякой какой-то материально ощутимой работы. Вот, но я, наверное, не буду занимать слишком много эфирного времени. Можете зайти в наш канал и посмотреть, что мы делаем. Мы также делали несколько больших докладов о ситуации по правам человека в России. Мы делали выставки про женщин заключенных из-за антивоенных дел в России. Мы очень стараемся, чтобы российские антивоенные активисты, активистки не оставались в изоляции,
организации, чтобы о них знали во всем мире, чтобы когда россиянам задают вопрос, почему вы не протестуете, мы бы показывали конкретные доклады, конкретные цифры, конкретных людей, которые доказывают, что россияне протестуют, россияне против войны. Это очень важно. Вот. И очень много мы делаем вот такой еще дополнительной advocacy, это называется, advocacy работы. Ну, вот несколько пунктов. Спасибо большое. Мы сейчас перейдем к вопросам. Я так понимаю, у нас все еще проблемы со звуком. Я надеюсь, что, ну, если не на Дашу, но потом, надеюсь, со звуком все будет хорошо. Вот. Обидно, что так. Я говорю так громко, как могу. Спасибо, Даша. Но мы, как бы, на самом деле, еще такой момент, что мы пробовали делать вот такую конференцию, но мы делали как раз без Ютуба из-за того, что переживали по техническим моментам. В итоге мы посмотрели, все технически прошло хорошо, мы такие, ну все, значит, можно и в Ютуб. Ну, видите, не все получается с второго раза. Вот, поэтому я надеюсь, проблемы со звуком будут решены. Мы перейдем к блоку вопросов. Если мне получится, все получилось, отлично. Так, вопрос немножко не по теме. Можно ли за донат типа задать вопрос? Можете просто задать вопрос. А нас вы можете поддержать на Патреоне, на Бусти или на криптовалюте. Криптовалюта самая защищенная штука. Пользуйтесь ей и отправляйте нам донат, если хотите нас поддержать. Еще был вопрос, я хотел дополнить про петицию. У нас как бы главная, наверное, история в Чувашии то, что погибли мобилизованные, и нет никакой информации. Власти просто говорят, мы посадим вас всех, если вы будете про это говорить. Мы запустили петицию на Change.org. Да, я понимаю, что, может быть, это сейчас наивно звучит, но нужно делать то, что нужно пользоваться теми инструментами, которые у нас есть. Поэтому тоже можете написать эту петицию, но это часть нашего эфира. Даш, задайте теперь вопрос. Значит, вопрос. Даш, привет. Как житель Чувашии хочу задать вопрос. Насколько серьезна тема феминизма в российском обществе, если она вообще есть? И каким образом решить проблему сексизма? Я бы сказала так. Сейчас в России происходит, во многих регионах происходит ограничение женского права на аборт. Во многих регионах уже запрещено больницам вообще говорить о том, что они могут делать аборты. Аборты собираются вводить, судя по всему, из обязательного медицинского страхования. И связано это напрямую с войной, которая происходит. То есть государство не умеет повышать рождаемость какими-то нормальными способами. Наше государство умеет повышать только смертность, отправляя людей в мясорубку и на войну. И поэтому они решили, что, видимо, если они запретят аборты, рождаемость выправится. Хотя есть миллионы исследований о том, что это так не работает. И с каждым месяцем вот этих ограничений права на аборт становится все больше. Про это тоже, если хотите про это почитать, погуглить аборт, там информация. И это значит, что каждую женщину в России это затронет. А о праве на аборт с древних времен, там, не знаю, с 19 века, с конца 19 века, весь 20 век говорят именно феминистки. Поэтому я думаю, что вопросы феминизма будут сейчас стоять актуально как никогда. Потому что война, она бьет по правам всех людей, и женщин тоже. И это значит, что феминистский голос, феминистская оптика, она будет становиться, с одной стороны, все более угнетаемой, на нее будут все больше и больше давить. Ну, государство будет из феминисток делать врагов, так же, как оно делает, там, не знаю, из представителей разных народов, или там из сексуальных людей, да только из кого. Из всех, ну, там много групп феминистки теперь в нее тоже входят. И я думаю, что проблема сексизма, она не может решиться в нашей стране без смены режима, без смены власти, без децентрализации. И это все вещи связаны. Когда мы говорим о войне, мы говорим о правах женщин тоже. Когда мы говорим о путинской диктатуре, мы говорим о правах женщин тоже. Очень важно держать в фокусе вот эту связь между одним и другим. И я как бы не знаю, как в этих случаях мы можем победить сексизм, но мы можем, по крайней мере, подсвечивать все эти причинно-следственные связи и бороться, как я сказала, да, теми методами, теми инструментами, которые у нас есть. Спасибо за выступление. Вопрос, правда, сложный. Вопрос, наверное, не... Ну, то есть, может, наверное,
отказаться. Я думаю, тебе будет интересно на него ответить. Что ты думаешь про будущее чувашского языка? И вообще, что ты думаешь по поводу языков России, кроме русского? Ай, Мне кажется, что вообще задумываться о других языках, об их судьбе, и о русификации, и о том, что языки умирают, и не пользоваться, или если там навязывать другой язык, я начала только вот после российского вторжения в Украину. Для меня это связано. Вот после знакомства с тобой, после того, как я вообще стала общаться с активистами, больше общаться с активистами из национальных республик, и мне кажется, что очень важно, чтобы общую оппозиционную повестку, там, повестку Любовь Навального, повестку, я не знаю, Каца, кого угодно, чтобы это все входило в общий пакет того, о чем говорит наша оппозиция. Потому что это тоже, вот как я пытаюсь объяснить связь между правами женщин, диктатурой и войной, такая связь здесь. Если мы живем в стране, которая устроена как империя, если мы живем в стране, в которой языки истребляются, умирают, значит, в этой стране никто не свободен. Да, пока не свободны все, не свободен никто. Мне кажется, что и мы, как бы, российских, там, не знаю, русских активистов тоже должны занимать проблему чувашского языка. Даже если они про него мало знают, я про него знаю мало, я могу, да, узнать у тебя, я могу подойти к тебе и спросить, не знаю, могу составить список каналов, в которых это исследуется, и почитать об этом. Вот. И могу упоминать об этом на своих ресурсах. Вот как-то так. Мне кажется, что это общая проблема, а не проблема чувашей. Это правда. Общая проблема. Для нас проблема чувашского языка, наверное, важнее, чем для России. Ну и в целом, конечно, да. А проблема в том, что люди перестают, ну, как бы отказываться от своих корней. Да, есть проблема, что как бы государство фактически помогает, да, помогает этой работе, в общем, убирает чувашский язык из повседневной жизни. Нам лично напоминает, что есть микрофон, даже кто-то отвалился из-за того, что или не микрофон. Окей, хорошо. Вопрос феминизма как стоит в Чувашии. У женщин прав больше, чем у мужчин в этих областях. Ну, слушайте, наверное, Даша будет сложно говорить про Чувашию, потому что Даша, конечно, была в Чувашии, но вряд ли с анализом дел как бы, чувашских женщин. Вот. Ну, я думаю, что примерно такая ситуация, как вот по всей России. Вот еще есть, наверное, момент, что в Чувашии у женщин особое место, у нас очень много памятников женщинам, у нас, наверное, ну, как и во многих регионах России, женщина тянет на себе весь быт, потому что ей приходится и работать, ей приходится заниматься семьей, а в то время, пока видимо, мужа или нет, заработках. В общем, тяжелая доля женщин в Чувашии присутствует, я думаю, больше даже, чем в каких-то других регионах. Так, ну, тут спрашивают, аборт это убийство или нет. Будем про это говорить? Но тут зависит от того, во что верят люди. Это же еще и для многих религиозный вопрос. Я отвечу на этот вопрос нет, это не убийство. Вот, но это такое, мне кажется, тут проблема не в том, убийство это или нет, а проблема в том, чьи права мы ставим выше. Права женщины, уже родившегося живого взрослого человека, которому подвергается здоровье возможно, опасности, или которую изнасиловали, она забеременела от насильника, либо мы ставим выше права как плода, который еще как бы не, ну, в этой системе координат как бы не субъект права. То есть вопрос, это плод это субъект права или нет. И здесь очень много точек зрения религиозная, светская, феминистская и так далее, женская, мужская. Я считаю, что аборт это не убийство, а запрет абортов это убийство женщин часто. Спасибо большое, да. Спасибо за твое выступление, спасибо за ответ на вопросы. Сейчас очень сложный момент будет на с технической точки зрения, потому что мы не придумали, как мы будем менять, как ты будешь выходить со студии, и как я буду присаживаться сюда, но мы это продумаем. Сделаем это изящно. Очень известно. Я хочу, чтобы какая-то, как это просто незаметно, картинка появится, может, еще что-то произойдет, и мы сможем тебя выпустить отсюда. Вот, я на это очень сильно надеюсь. Вот. Ну как,
Я могу, я надеюсь, мне как техническая команда скажет, можем ли мы что-то сделать. Можно. Ура! Ура! Я надеюсь, что у нас все получилось. Я надеюсь, что у нас все работает. Давайте я пока отвечу на вопросы, которые были в чате, которые не касались конкретно Даши. Был вопрос, что делать, много ли пленных у вас есть солдат, и можно ли как-то их вытащить из плена. К сожалению, у нас нет никакой конкретной информации по поводу плена. Минобороны ничего не говорят, украинцы как бы не публикуют статистику, говорят родственникам тех, кто в плену, обращаться туда, в Министерство обороны Украины. Вот. К сожалению, я могу так сказать, что если ваш родственник в плену, и вы хотите об этом рассказать, напишите нам, и мы про это обязательно напишем, и дадим максимальную огласку этому событию. В самом начале войны было несколько историй про пленных, мы про них писали, и была история о том, что одного пленного обменяли. В общем, так или иначе обмен идет. В общем, вот, да. Если как-то вам нужна помощь, кстати, можете попробовать мне написать, я попробую дать советы и, в общем, как-то погромче рассказать. Потом писали по поводу погибших мобилизованных солдат, участвовали эти мобилизованные в бунте. К сожалению, тоже нет списка людей, которые участвовали в бунте, потому что было просто опасно для них. Поэтому списка людей, кто участвовал в бунте, нет, и, наверное, скорее всего, никогда не будет. Так, а у меня следующий гость – это Олег Елькин. Мне нужно понимать, слышит меня или нет, готов ли он выступать. Пока расскажу немножко про Олега. Олег сейчас остается активистом из Чебоксара, из Чувашии. Мы с ним познакомились в 2020 году, тогда я шел на выборы депутата городского собрания Чебоксара, и мы с ним познакомились, он сказал, я вот тоже хочу, и даже через какое-то время тоже попробовал убраться. Олег, ты меня слышишь? Да, я слышу. Ага. Тогда мы можем начинать? Я думаю, да, если меня хорошо видно, хотел бы убедиться, во-первых. Я надеюсь, что тебя видно. Здравствуй, Олег. Buenos dias, дамы и господа. Можно ли изменить систему изнутри? И, как я понимаю, ты как раз пытался этим заняться. Я думаю, ты можешь начинать. Buenos dias, дамы и господа. Действительно, я некогда был российским политическим активистом в Чувашии. В то время как сейчас я скорее чувашский политический активист, но уже в Аргентине. Я эмигрировал не так давно, месяц назад, в Аргентину. И в силу того, что я столкнулся с множеством проблем на пути политического активиста в Чувашии и в России, я пришел к такому, можно сказать, экзистенциональному кризису. И сегодня я хотел бы проиллюстрировать тот выход, который я нашел для себя. И для иллюстрации всего процесса я хотел бы контекст, так сказать, исторически показать в виде демонстрации презентации, если есть возможность. Спасибо большое. Здесь на фото мы можем видеть, как начинался наш активизм. Я вступил в «Яблоко» в 2020 году, в начале самом, и мы начали, так сказать, от сахи. Мы занимались экологическим активизмом, убирали реки, убирали множество разных ситуаций у нас, в общем, было. Мы шли с самого низа. Также впоследствии начались митинги в Чебоксарах, которые организовывали штаб Навального в Чувашии, и я там тоже поучаствовал как представитель «Яблока», и множество таких активностей, которые, казалось бы, стандартные для политического активиста в России. И
все это было, казалось, розовой мечтой просто. Все казалось какой-то такой карьерой, можно сказать. То есть я стал зампредом в «Яблоке», председатель уже озвучил свои планы, что я мог бы стать председателем в региональном «Яблоке» Чувашии. И я так собирал вокруг себя альтернативное политическое ядро активистов в Чувашии, для того, чтобы у людей была легальная возможность с партийной лицензией работать в политическом поле и впоследствии избираться на выборах, попадать, так сказать, в систему изнутри. Все это со временем пришло к тому, что у нас возник конфликт с председателем яблочного отделения в Чувашии, потому что он изменил резко, без предупреждения, свои планы по своему уходу с места, с кресла председателя, в котором он оставался 12 лет вокруг своих родственников. И этот клинч привел к тому, что мне просто опустились руки в свое время, потому что, казалось бы, что делать дальше. И я начал публичить эти истории, внутреннюю партийную кухню в нашем отделении яблочном. И в то время уже была у меня репутация такого лица яблока чувашского, потому что я и в городском собрании успел выступить, и даже одобрили мои поправки по бюджету города для благоустройства, в частности, велоинфраструктуру на несколько миллионов и так далее. И впоследствии вся моя репутация публичная никак не повлияла на события внутри партийного отделения, так как у нас был раскол пополам, и лоялисты председателя не согласились, так сказать, ни на какие аргументы. Наше партийное бюро, внутрипартийное, протест выдало против председателя. То есть, в принципе, кроме председателя и его родственников, партийное отделение, все остальные были на моей стороне. Все это вылилось уже в федеральное поле. Некоторые члены федерального бюро «Яблоко» были на моей стороне. В частности, вот Александр Ефимов из Волгоградского «Яблока», прекрасный человек, он член федерального бюро «Яблоко». Он очень много давал нам подсказок, как нам быть поаккуратнее. И в итоге все это привело к тому, что на очередной конференции яблочной, когда мы планировали избрать председателя нового, даже не обязательно меня, председатель «Яблока» попросту вызвал охранное агентство «Цербер» для того, чтобы контролировать вход и выход в помещение, где была конференция. Это его подвал собственного его дома, где он председатель ТСЖ. Это тоже было очень забавно, это тоже попало все в федеральные новости, в том плане, что оппозиционно, имею в виду, в том плане, что это просто абсурд, такого еще никогда не было в «Яблоке» российском. Ну, так или иначе, у нас перевесом в один голос победил действующий Аркадьев, действующий председатель. Не получилось у нас от него, так сказать, избавиться в легальном смысле. А меня вовсе исключили из «Яблока». Тогда у меня опустились руки на какое-то время, я был разбит эмоционально. Подал в арбитраж партийный свое заявление на восстановление. Это ни к чему не привело, потому что 2 из 4 членов арбитража партийного сразу мне сказали, что они на стороне действующего председателя. Ну, в общем, у меня опустились руки. Мои поездки в Москву на конференцию тоже там просто привели к новым знакомствам с прекрасными людьми из Федерального бюро «Яблоко», из московских, псковских, волгоградских, саратовских отделений и других. Очень хорошие люди там есть. Но также есть и такие бюрократы, как Аркадьев, которые заседают в «Яблоке», и там ситуация не сильно отличается от чувашской. Они просто оккупировали «Яблоко». И молчат, так же, как Аркадьев. Не выступают никак, боятся публичности, в отличие от меня. И впоследствии вся эта огласка попала в федеральные новости, и я после этого получил приглашение вступить в КПРФ. Да, как ни странно, из «Яблока» в КПРФ забавная ситуация. Дело в том, что КПРФ, как мы знаем, числится в числе первых претендентов на роль ледокола для политической системы в России против «Единой России». И я там выступал в качестве организатора наблюдения на выборах в Чувашии. Мы провели 2 сезона выборов, 22-й и конец 21-го и конец 22-го года. То есть я там ровно год побыл в партии. Но когда началась всеобщая мобилизация, во-первых, с начала войны я перестал там как-то либо вообще появляться, что-либо как-то активничать в КПРФ, как началась новая эскалация, имею в виду начало 22-го года.
И впоследствии вовсе вышел из партии, и мне вот как подсказали друзья из Свириты Чуваши опубличить этот Свириты Чуваши, я очень благодарен им за эту идею. Вот так выглядит мое заявление. То, что я против призыва Зюганова о объявлении тотальной войны, иными словами, я перефразировал его слова тотальной мобилизации. Это было за неделю до мобилизации на самом деле, просто я видел ситуацию, что все идет к этому, уже задолго до этого, и решил заранее выйти в мою любимую дату, 13 число, отличная цифра. И в дальнейшем я ушел в свободное плавание. Я начал быть таким классическим российским беспартийным активистом, уже не боясь какой-то там партийной репутации, то, что меня кто-то осудит. Я начал быть антивоенным активистом. Вот у нас были акции в честь во имя, так сказать, погибших и против в целом войны. Здесь у нас на листочке указаны города, которые подвергаются бомбежкам российским. И в дальнейшем также я репостнул, кстати говоря, пост того самого Александра Ефимова из Федерального бюро «Яблоко». И меня за этот пост оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВСРФ. Дискредитацию. А именно, там было указано, что в Мариуполе увеличилось количество погибших и количество захоронений. И российский суд счел это фактом дискредитации ВСРФ, что количество погибших и захоронений в Мариуполе увеличилось, видимо, по вине ВСРФ, согласно решению суда. В дальнейшем пытался оспорить, к никакому решению это не привело. И я попросту совершенно опустил руки, решил, что хватит с меня этого, и наверняка будут следующие административные дела против меня, и приведет это к уголовному просто преследованию. И я собрал чемоданы и уехал в Аргентину. Здесь же, в принципе, с первого же месяца я влился в местное сообщество политических активистов. Вот мой первый митинг у посольства России, у консульства, где я стоял не с российским, не с БЧБ флагом, а на фоне БЧБ с флагом Чувашии. Потому что мои взгляды немножко трансформировались в пользу взглядов, которые были присущи скорее романтикам начала 20 века, а именно романтикам чувашским, поэтам, учителям, ученым, которые занимались, так сказать, пропагандой независимого чувашского государства. И, знаете ли, благодаря этим романтикам и случилось независимое Чувашия, когда Советский Союз создал независимую Чувашию как регион в составе Советского Союза. Это была Союзная Республика. И эта идея завладела моим умом. На самом деле я нашел таким образом выход из экзистенционального кризиса для меня. В том плане, что, мне кажется, это то, для чего я всю жизнь и готовился морально. На самом деле давно меня эти мысли посещали, уже много лет назад. И сейчас я вижу себя в роли, как меня назначили, посла Чувашии, как независимого субъекта, или, может быть, субъекта в составе какой-то конфедерации в Аргентине. Звучит это смешно и банально, но именно так себя аргументировали некогда романтики раннего 20 века, эпохи такого романтизма, будущей новосозданной Чувашской республики. Я не знаю, как будет трансформироваться Российская Федерация, но очевидно то, что народы, проживающие на территории современной Российской Федерации, находятся в таком периоде переломном, когда они столкнутся с тем, что посреди них будут просто три цивилизации, которые будут их ассимилировать, потому что Российская Федерация, я думаю, скоро развалится. И рядом есть европейская, атлантическая, китайская и исламская цивилизации. Сейчас мы видим, как исламская цивилизация руками Кремля просто захватывает Россию. И я имею в виду радикальная исламская цивилизация. Ислам мирный, бывает, отличная религия, если мы смотрим на какие-то цивилизованные страны, но мы видим именно то, как нецивилизованные исламские радикалы, в принципе, в России награждаются разными субъектами, типа Татарстана, действующего власти Татарстана. И все это приведет к тому, что Россия будет совершенно не Россией, а каким-то, знаете, субъектом типа исламского какого-то государства, а народы, проживающие на этой территории, будут просто ассимилированы, станут просто никем. Так вот, к чему это я? Я связался с рядом политических активистов этнических, в частности, помимо Свириты Чуваши, который сейчас очень в конве этнического чувашского активизма работает. Также я связался с немного, так сказать, более радикальными гражданами некогда России. И после меня как раз-таки будут выступать члены совета этой организации. И я хочу сказать, что
Для меня это такой хороший символ надежды того, что люди, Да. которые России... Наконец-то у меня включился микрофон. Я не мог никак с этим справиться. Олег, у тебя тема была, просто ты про свой дипломатический совет и про развал России ты расскажешь уже во время нашей панельной дискуссии. У тебя была тема просто, можно ли изменить систему изнутри. Так что, да, как можно я или нет? С помощью слайдов и с помощью истории, которую только что сказал, мое взаимодействие с системой закончилось тем, что меня, как и любых других активистов политических, не согласных с системой, как вот Ступин, например, эти люди просто подвергаются репрессиям. Ступина изгнали из партии, меня изгнали из Яблока. Я вышел из КПРФ, а также другие люди, в общем-то, вовсе оказались в тюрьме. Таким образом, взаимодействие в легальном поле с российским государством сегодня невозможно, если вы не хотите стать коллаборантом этого государства. И поэтому я, как сказал, столкнулся с таким кризисом политического активизма и нашел выход для себя вот в следующем, что я обозначил. Поэтому, по большому счету, это основная вещь, которую хотел бы сейчас донести, так что готов к вопросам. То есть систему изнутри у тебя изменить у тебя не получилось? Верно, так как мы работали и с помощью внутрипартийной борьбы, так и с помощью выборов, и в Яблоке, и в КПРФ, и там, это все оказывается просто пустым вложением сил. Но меня, кстати, вот вообще удивило, когда ты решил в Яблоке что-то менять. Мне кажется, это та организация, которая в целом как бы не очень способна к изменению, и мне изначально эта попытка казалась очень наивной. То есть мне как бы это думаю, блин, ё-моё. И ты когда рассказывал про свой опыт, ты говорил название этой партии, я чувствую, что мне в какой-то момент стало плохо. Яблоко, думаю, боже мой, я не могу уже, у меня яблочный передоз. Вот. Так я жил в течение года интенсивно в яблочном дискурсе. Но на самом деле там изнутри казалось, что шансы есть. К тому же, как вы могли посмотреть по итогам конференции яблочно-региональной, голоса были пополам, за исключением председателя, и, к сожалению, так вышло. Да, а тебя, кстати говоря, Олег, называют тебя расистом, говорят, что за радикальная исламская цивилизация. Я, кстати, вот тоже с этим согласен, что за радикальная исламская цивилизация. Ты против татар, что ли, Олег? Татары – это одни из самых цивилизованных и светских народов исламского вероисповедания. Мы можем посмотреть на... Ты какие-то ужасные вещи говоришь. Есть цивилизованные народы, есть цивилизованные кошмары. Ладно, давай мы это оставим на панельную дискуссию. Я как бы примерно понял, что ты имеешь в виду. Есть светский ислам, есть не светский ислам, не таких, как у Хамас, например. И сегодня мы видим, что представители Хамас в Москве. Угу. Ну, давай я раскрою эту мысль, хорошо. Я раскрыл до этого, что Россия потакает радикальному исламу в мире. Это очевидная вещь. И в России, я думаю, то, что раньше Москва боролась с радикальным исламом где-то на Кавказе, сегодня она ему потакает, я считаю. Потому что это инструмент влияния Москвы на народы на территории Северной Евразии. И чуваши просто будут ассимилированы в дальнейшем, как и другие народы, этим вот новым течением московской экспансии уже с помощью ислама. Ну, такой у меня тейк. Ну да, как говорят в интернете, hot take. Я не знаю, мне как бы у меня не такое радикальное отношение. Вот, у меня не радикальное. Просто говорю, что есть радикальные люди, есть нерадикальные течения, есть радикальные течения в разных религиях. Как есть христиане, фанатичные, убивающие людей, есть такие же среди других религий. Ой, слушай, хороший вопрос. Я думаю, мы как раз можем этот вопрос, собственно, закончить твое выступление и перейти к панельной дискуссии. На чем можно основать национальный миф Чувашии? Если этот вопрос ко мне? Ну, я думаю, да. Да, я совершенно согласен с таким мнением, что Чувашию, как независимое государство, можно основать на мифе союза, так сказать, комбинации разных мировоззренческих парадигм, в частности, финно-угорских, тюркских и, возможно, даже некоторых других, в рамках чувашского этноса, потому что чувашский этнос выстроен действительно на основе разных даже рас.
и Чувашия могла бы быть эдакой Швейцарией в политическом и культурном смысле посреди Северной Евразии, потому что включает в себя элементы разных цивилизаций, в частности, как я сказал, азиатских, так и европейских. И я считаю, что, основываясь вот на этом мифе, можно развивать в дальнейшем взаимодействие с разными европейскими и азиатскими народами и быть таким Уругваем или Швейцарией посреди Северной Евразии, которая будет независима и за счет такого политического взаимодействия иметь свою автономию. Спасибо за ответ. Спасибо большое. Тут еще поступают вопросы про батальон «Атл». Нету, как бы не очень понятно, ну, я попытаюсь сейчас ответить на этот вопрос, он, очевидно, не коллегу обращен. Не очень понятно, на самом деле, был ли батальон «Атл», попал ли батальон «Атл» под обстрел, есть конкретный номер, да, роты, которая попала, мы написали ее, я сейчас просто, мне далеко нужно посмотреть, можете просто зайти в сердитую Чувашию, посмотреть, кто попал, но появилась информация о том, что лидер вот этого атола, как пишут опять же в социальных сетях, может быть, я ошибаюсь, что он погиб, вот, я думаю, что можно на основании этого делать какие-то выводы. Вот. Но давайте мы про батальон, про мобилизованных и про вот этот удар мне кажется, нам нужно больше собрать информации. Я соберу, сделаю видео, мы сделаем максимально большой разбор, насколько это возможно. Сейчас мы запустили петицию на Change.org для того, чтобы просто больше информации узнать. То есть мы требуем публикования списка погибших, списка раненых, поэтому ребят, можете подписать петицию. Если она много времени наберет, много лайков, много подписей наберет, то, возможно, как-то власти обратят на это внимание, им придется отвечать, а не просто говорить, что те, кто задаются вопросами, погибли чувашские солдаты или нет, что это все, значит, враги, которые разжигают упадничество в российской армии. Вот, а у нас должно начаться панельные или нет, или еще вопросы. Ну, хорошо. Если у нас еще вопросы, давайте я посмотрю. Если у нас... Ну, вот такой вопрос, жесткий для тебя, Олег. Все, Олег, отписка. Что сподвигло перейти в лагерь маргинальных послов? Послов почему-то в кавычках. Отличный вопрос. Как вы могли заметить на фотографиях с митинга в Буэнос-Айресе, на моей куртке есть, так сказать, улычки с символами Чувашии и символами ООН. Звучит это наивно, но именно ООН – организация, имеющая полномочия проводить референдумы о независимости тех или иных регионов на планете с целью обеспечения их автономности, независимости. И в дальнейшем мы планируем взаимодействовать с разными международными организациями, в частности с ООН и с Европарламентом, для того, чтобы заиметь субъектность политическую как региона, как народа. И я не вижу особой маргинальности сейчас на фоне того, что Россия уже настолько маргинальна на мировой арене, что куда маргинальнее. Дальше уже только Хамас. Россия уже является спонсором терроризма и уже является признанным спонсором терроризма на международном уровне. Поэтому я не вижу ничего маргинального в этом движении. That's all. Thank you. Спасибо вам большое. Muchas gracias за вопрос. Знаешь, есть интересный момент. Мне недавно писал твой бывший сопартиец, партия «Яблоко», и он прям был очень недоволен твоим пикетом. И он говорил, вот какой в этом смысл, лучше бы занимался бы велодорожками. Вот. И я говорю, слушай, мне кажется, Олег все давно решил, а мне этот человек мне этот человек пишет, мол, нет, ты не понимаешь, он бы больше пользы бы принес бы, занимаясь бы урбанистикой в Чебоксарах. Вот, давай ты сейчас будешь отвечать на этот вопрос, а мы будем приходить к панели и потихонечку будут подключать наших других спикеров. Это Антона Кравченко, это других членов совета, вашего демократического совета, и как-то подключим Вадима, если это возможно, потому что, судя по всему, звук мы здесь уже... В этой студии, наверное, буду я один сидеть. Не очень понятно, сможет ли там прийти Вадим. Наверное, он как-то подключится по камере. Вот. Да, Олег, давай пока расскажешь, вот что важнее. Дипломатический совет или урбанистика в Чебоксарах?
Отлично, очень рад, что уделили мне время дополнительно на этот вопрос. Как я сказал выше, велодорожки на 5 миллионов были одобрены в Чебоксарах по итогам нашего выступления. Моего выступления, которое мне помог собрать, так сказать, его тейк люди из штаба Навального, кстати говоря, в том числе, и люди из Кацовского движения, городские проекты, когда они еще действовали в России, не были запрещены. Так вот, мы добились того, что город выделил 4,5 миллиона рублей на велоинфраструктуру города. В частности, именно Ладыков, тогда еще скандальный глава города, одобрил это предложение, и депутаты проголосовали за. Но при первом же конкурсе на реализацию этого бюджета был провален просто конкурс, потому что выиграл какая-то организация, депингнувшая цену ровно в 6 раз относительно того, что запланировал город. Но по закону о тендерах государственных город должен был выбрать их, они их выбрали, и они не сделали даже первые 6 этапов по реализации этого проекта бюджета. И таким образом до сих пор, уже 2 года спустя, висят эти деньги в бюджете города, и как я понимаю, либо это коррупционная схема, я не знаю, я лично, потому что со Спириным, с новым главой города, встречался по этому вопросу, он тоже говорит, я не понимаю, что происходит, мы будем проводить новые конкурсы, но, возможно, это коррупционная схема, как я сказал, может быть, это не коррупционная, а просто так работает бюрократия в России, но, как мы можем заметить, очень сложно взаимодействовать. Даже если бы я не работал как-то там в политическом поле, я просто был гражданином с улицы, я тоже бы выступил, может быть, они бы тоже одобрили, но все равно бы все зависло просто в таком замороженном виде. И так везде, во всей стране, любые инициативы, если они даже одобренные властью, они могут просто даже из-за законов бюрократических каких-то зависнуть нигде. Поэтому я не вижу никаких шансов на внутреннее изменение системы с помощью такого активизма, в том числе урбанистического. Велодорожки в ГУЛАГе будете строить, когда попадете в ГУЛАГ. Я не за то, чтобы люди жили в ГУЛАГе в целом, понимаете, а потакать государству, помогая ему урбаниной, и помогать государству сохранять комфорт жителей для того, чтобы они голосовали дальше за эту власть, потому что хорошая урбанина вокруг, я считаю преступлением и коллаборационизмом с фашистским режимом. Спасибо. Вадим, как ты Вадим, говорю, Олег, извини, как ты радикализировался? Мне прям вот так вот. Вот что делает СВО с человеком. Был просто я в Аргентине, это никак не связано. И теперь уже никак не связано с нацистом. Мне пока не отвечает Антон Кравченко, но, может быть, тогда мы все равно панельную дискуссию начнем. Потихонечку будем подключать других людей. Вот. Насколько это возможно. Вот. Давайте начнем. Да, панельную дискуссию. У нас тема такая, как иммиграция может помочь жителям Чувашии. Вот. Как у нас получается подключать? Или нет? Олег, ты видишь, кто-нибудь у нас там есть? Мы все есть. Я в эфире. Так, давайте, кто есть, тогда скажет, представится. Давайте, Орешников Миши, собственно, дипломатический совет, посол в кавычках в Украине. Что мы, послы в кавычках в Украине, собственно, делаем для Чувашии иммиграции в том числе. У нас есть интересные договоренности с украинскими структурами о взаимодействии в обмене пленных, о взаимодействии в переходе на сторону Украины мобилизованных чувашей, в случае, если они хотят перейти на сторону Украины, либо сдаться в плен с последующей возможностью получить беженство в Евросоюзе, либо, переходя на сторону Украины, они могут выбрать подразделение, перейти, например, в Тюркский Туран, либо в состав подразделений ассамблеи, где уже есть карелы, казаки кубанские, казаки донские. Ассамблею, кстати, тоже наш совет в свое время инициировал создание этой организации, в которой входят различные представители национальных движений. И скоро будем инициировать, собственно, подписание декларации о суверенитете, точнее обновление. Как вы знаете, в 90-х годах уже подписали наши предшественники одну декларацию такую, и на ней ссылались на федеральный договор с Москвой. Так вышло, что Москва, будучи колониальным государством со времен еще Московского царства, в колониальной политике своей не изменяет. Сначала, когда наступает кризисный момент, обещает всем народам свободу, автономию, все у вас будет, что советская власть обещала, что Российская Федерация обещала. Как только все успокаиваются, сразу же начинают продолжать колониальную политику, рассказывают всем, что выдадут дотационный регион, а при этом денег забирать больше, чем дают, как с Чувашией происходит.
изымать людей из региона в качестве пушечного мяса использовать. Ну, в общем, всячески реализовывать свой голод и ненасытность, используя различные народы захваченные. Чем Москва занимается всю свою историю? Так, я понял. А кто у нас еще из выступающих? Миш, спасибо, что выступил. Просто я говорю, кто у нас еще на связи, и в итоге я совершенно не против. Спасибо, что рассказал. А кто у нас еще есть? Да, прости, что перезвонил время. Алексей Терещук, тоже представитель Совета, собственно. Алексей. Приветствую всех. Меня видно, слышно? Тебя точно слышно, видно, я пока сказать не могу. Ну, в интерфейсе я уже включился. Я по трансляции в Ютубе вижу Вадима. Вот, не знаю, слышно его или нет. Я надеюсь, что слышно. Но у него микрофон. Ну, давайте проверим, слышно меня или нет. И если Привет, слышно, Вадим. то хорошо ли. Здравствуй еще раз, Семен. Надеюсь, меня хорошо слышно. Представиться сегодня я еще успею. Если меня видно, Да, я бы хотел... Вадим. Если меня видно, я бы хотел за Михаилом выступить коротко. Ну хорошо. Алексей, член Демократического совета Чувашии. Меня видно, да? Можешь выступать. Хорошо, смотрите. Я здесь в качестве человека по экономическим вопросам, и у меня есть 5 коротких тезисов по поводу целесообразности независимости регионов и, в частности, Чувашии. То есть я таким образом хочу вывести движение из стадии романтизма, о котором говорил Ёлкин, в стадию прагматизма. Эти 5 тезисов любой участник движения, а также зрители, просто должны иметь в виду и знать, что они существуют. То есть это просто данность. Первый тезис связан с тем, что Республика Чувашия является анклавом. То есть она находится внутри России, она окружена вокруг России. И это минус, потому что если она отделяется, только Чувашия, то Россия может использовать блокаду, таким образом отделить Чувашию от мирового разделения труда. Таким образом, идея отделения Чувашии, независимости Чувашии, должна продаваться пакетом. То есть вы должны активно сотрудничать с сепаратизмом, сецессией других регионов, которые граничат с Республикой Чувашия. Это обязательное условие, в противном случае движение будет проигрывать риторически и по экономическим вопросам. Второй тезис – это то, что движение за права сецессии Чувашии должно быть акцентировано не на этническом национализме, а на гражданском. Причина очень проста, потому что большинство регионов России этнически имеет преобладание русского населения. То есть это нормально, это еще не страшно, это не крест на сецессии регионов. Тем не менее, вы должны делать акцент именно на гражданском национализме. И примеры такие есть. Самый успешный пример в мире – это отделение США. Фактически это отделение англичан от англичан. И ничего страшного не произошло. Более того, это один из примеров самого лучшего, позитивного отделения от метрополии. Таким образом, у вас есть практические примеры таких движений. То есть эту идею также нужно прорабатывать и иметь в виду. Следующий тезис, он связан с тем, что чем больше у вас новообразований, тем больше выбора для людей. Обратите внимание, что благодаря развалу СССР у вас появилась возможность, например, мигрировать в Украину, где миллионы русскоязычных. И таким образом вы там могли продолжить свою деятельность на своем же языке. То есть у вас снижаются издержки миграции. Если бы вам пришлось ехать куда-то в далекую страну, то вам было бы гораздо сложнее адаптироваться и устроиться в обществе. Более того, если у вас регионы культурно одинаковые, то есть, например, русский регион, у вас увеличивается конкуренция между регионами, и у вас начинает работать эффект, как работает конкуренция между штатами в том же США. То есть у вас начинается конкуренция именно вот за людей.
что является благоприятным фактором, опять же. То есть это третий тезис, что увеличить количество новообразований, в том числе с одинаковым этносом, является выгодным для людей, для миграции всего населения России, бывшей России. Четвертый тезис связан с тем, что чем у вас меньше страна, тем проще добиваться своих прав. То есть когда у вас гигантская империя, и у вас, скажем так, издеваются, поступают несправедливо с жителями Хабаровска, например, забирают у них фургала, те выходят на какие-то протесты, и всем плевать, потому что это Хабаровск. Или какие-нибудь фермеры из Краснодара пытаются говорить о том, что в отношении их произвол, садятся на какие-то трактора, едут в Москву и не могут доехать, потому что Москва далеко, по дороге всякое может случиться и так далее. Очень тяжело отстаивать права периферии, регионов, когда у вас большая империя. Гораздо проще добиваться своих прав на местном уровне. Таким образом, если у вас империя дробится на куски, то местному населению гораздо проще добиваться своих прав. Более того, местные элиты, если империя не существует, Москва не может крышевать, потому что уже нет империи, уже нет такой Москвы. Таким образом, четвертый тезис связан с тем, что облегчается борьба за свои права. И, наконец, пятый тезис. Он связан как раз о том, что упоминал Миши, о том, что метрополия не дотационный регион. Действительно, есть статистика о том, что есть дотации, в том числе у Чувашии. Но Москва, естественно, или Петербург не являются дотационным и, наоборот, добавляют в бюджет много средств. Это фактически является манипуляцией общими экономическими заявлениями, потому что, когда мы говорим про дотации, то речь, конечно, идет о налоговой базе региональных организаций, а то, что капитал со всей страны течет в Москву в виде коррупционных отчислений или в столичные финансово-юридические организации, это не учитывается в статистике. То есть, по факту, движение капитала в Москву, как и в любых подобных странах, все двигается в столицу, потому что в столице решаются все вопросы. В столице сидит человек, которому нужно делать откат, в столице сидит человек, с помощью которого можно решить вопрос, и так далее, и так далее. Вы не можете решить у себя этот вопрос, если у вас на местах кто-то делает отчисления в Москву по этим делам. Собственно говоря, и Фургала за это посадили, потому что он говорил, что он не возил чемоданы в Москву. Поэтому это пятый тезис, он связан с тем, что у вас не будет экономического провала региона, если он отделится от Москвы. То есть он дотационный, окей, но если он отделится, то по этой логике вы потеряете. Это ложь. Наоборот, у вас весь капитал будет уже течь в столицу Чувашии, даже если у вас будет какой-то плохой режим, да, но в любом случае это уже будет в Чувашии расположено. Поэтому нужно отбрасывать этот тезис. Да, спасибо, что сказал свою позицию. У нас есть еще у кого-то, кто хочет выступить с докладом, и чтобы мы потом после этого пришли к дискуссии. Или все высказались? У нас, видимо, Антон Кравченко из «Открытой России» присоединиться к нам не сможет. Вадим, видимо, решил выступить в рамках своего сольного выступления. Ну, хорошо. Тогда получается так, что как бы... Прости, Семен. Я, если что, с докладом еще не выступал. Ты меня прервал немножко, я там не дозавершил немножко мысль. Если есть возможность. Хорошо. Давай, сколько тебе нужно по времени? Ну, насколько-то минут 5, наверное, думаю, хватит. Просто у нас в целом не очень много времени на панельную дискуссию. Переходим к дискуссии. Хорошо, давай вопросы лучше. Да, ну хорошо. Теперь получается так, что у нас такой кусочек Семен и Чувашский дипломатический совет. Кстати, объединенная оппозиция против Семена. Ну, в целом, я думаю, ничего страшного. Давайте тогда мы перейдем к вопросам собственно, из чата, который состоит просто, а зачем нам разъединяться, ну, то есть, типа, от России,
Вот, чтобы вот по последнему шутят, чтобы типа взятки давать в Чебоксарах, а не в Москве. Вот, потом был тезис про то, что типа, мол, зачем нам идти за этим советом, если он нас тоже отправляет на войну только за Украину. Вот, давайте вы вот на эти два тезиса ответите. Еще был хороший вопрос. Почему тогда Чувашия, Россия как конфедерация вас тоже не устраивает? То есть нужно обязательно разделяться как отдельное государство? Конфедерация состоит как бы из субъектов, которые добровольно в нее вступили, а Чувашия как бы никогда не голосовала за присоединение к Москве, я напомню. Поэтому нам нет смысла даже голосовать за присоединение, поскольку за присоединение мы не голосовали. Вот если Чувашия когда-нибудь проголосует за присоединение к Москве, тогда, пожалуйста, да, выбор граждан Чувашии не вопрос. Конфедерация в какой хотят форме в такой проголосуют. Но я бы не советовал. А ты думаешь, что вот если вот референдум пройдет там со всеми правилами, там вот будут допущены все там оппозиционеры, вот там, не знаю, ты с командой приедешь в Чебоксары, будешь проводить референдум об отсоединении Чувашии от России, то как бы люди проголосуют. Прости, Вадим. Смотри, ты немножко не с того контекста смотришь. Ты смотришь из контекста сегодняшней России. Я смотрю немножко из контекста ситуации, в которой у нас прокси-война между США и Китаем через Украину и Россию. Война это не на год, не на два, она гораздо дольше. И она будет сопровождаться вспышками типа вот Хамас-Израиль и так далее еще по всему миру, еще не первый год это будет сопровождаться, усиливаться. Китай как бы такую геополитику ведет. И в России, так или иначе, смена режима в Москве просто менее вероятная, чем отсоединение любого субъекта от России, потому что весь силовой контроль, который у Москвы остался, он находится в Москве, либо на фронте. Весь остальной силовой контроль за регионом – это лишь видимость, которая осталась просто, которую осуществляют ФСБшники. Они запугивают людей, кошмарят их и создают волны страха, которые разносят оппозиционные медиа. Эти волны страха поддерживают дисциплину у послушных людей для того, чтобы они подчинялись этой власти. Хотя эта власть уже не имеет силового инструмента для того, чтобы саму себя защитить на самом деле. Но это как бы будет еще подтверждено, мои слова будут подтверждены в ближайшие, там, не знаю, полгода-год на каких-то таких событиях, о которых все узнают, понятное дело. В любом случае, для того, чтобы защитить интересы Чувашии, граждан Чувашии во всей этой ситуации, которая возникнет, мы создали ряд инструментов, собственно. Это инструмент третейских судов, которые должны регулировать взаимоотношения, поскольку суды Российской Федерации осуществляют функцию террора, а не несения справедливости. То есть, грубо говоря, спрос на справедливость всегда у людей есть. Ты просто пропал на пару секунд. Из Чувашии нужно... Хорошо. С другой стороны, мигрантам из Чувашии нужна возможность отделять себя от россиян. Для этого мы будем запускать выпуск паспортов заграничных чувашских. И плюс для того, чтобы у Чувашии было какое-то аккумулированное коллективное мнение, граждане Чувашии, используя личный кабинет, который мы тоже выпустим после подписания Декларации о суверенитете, в нем чуваши смогут голосовать за представителей Совета, которые будут их мнение отражать. Эти представители будут иметь временный набор голосов, которые всегда можно будет от них отозвать, если человеку не понравится поведение этого человека, например, или его решения какие-то. В этом электронном кабинете будет возможность создавать какие-то законодательные акты с приоритетом в виде процента людей, которые требуются для его введения, изменения либо отмены, типа там от 50 до 100%, например, чтобы, грубо говоря, какой-то базовый закон о правах человека, например, со 100% был, чтобы не было ситуации, когда там большинство может отменить права у меньшинства просто за счет эффекта большинства. Я считаю это неправильным. То есть формируем такой функционал полноценный, который... Да. Можно на секунду? Я просто ты уходишь в такие прям уже тонкости, там, как будет работать ваше такое электронное правительство, там как будет приниматься решение. В общем, я понял. Вы хотите создать паспорт Чуваша. Да. А чем и вот эти про послов, чем это там
отличается там идея российской оппозиции, там Дмитрия Гудкова, который говорил, что у нас будет электронное правительство, у нас будет, значит, Чувашия за рубежом, там, или там Чувашия, который Чувашия, Россия, значит, будет там электронно принимать какие-то там договоры, решения, какие-то вот штуки, у них там кто-то будет, какие-то представители, электронный парламент, и чем отличается это от паспорта хорошего русского? Ну, то есть это просто как бы паспорт хорошего нерусского получается. Не совсем. Ну, отличие прежде всего в том, что в их случае ценность исключительно виртуальная, в нашем случае ценность еще есть и фактическая, поскольку есть еще дополнительные 2 программы, которые усиливают ценность этого паспорта. Это, опять же, возможность обращаться в третейские суды для того, чтобы защитить свои права и защитить себя от произвола со стороны властей российских. И это доступ к токену электронному и взаимодействие с ним для того, чтобы... Да, вот я вот, честно говоря, не очень верю в то, что там, если человек выиграет какой-то, значит, частный суд, который там ты учредил, или там кто-то другой учредил, какие-то там другие люди известнее или там неизвестнее, это не так важно. Как бы это все-таки какой-то там частный суд что-то там решил. Ну, как бы вот я могу тоже с тобой прямо сейчас там организовать частный суд. Окей, как бы я вот не очень. Можешь про токены лучше рассказать? Может быть, это как-то привлечет людей в чувашский паспорт? Ну, на самом деле, их больше привлечет суд, чем токен, скорее, но окей. Да? Да. Ну, давай расскажи тогда про суд. Я просто, я слежу за судами, я все жду, когда будет суд Дубовский против Светова, но мне кажется, ни Дубовский, ни Светов на этот суд не придет. Вот. Нет, или там... его инспектор Дубовский, он его ждет, там просто вопрос технический чисто с интернетом решается, и все, готово почти. Но это не суть. К судам, смотри, какая тема. В мире сейчас все решает цифровая информация, big data. В этой big data сохраняются информационные реестры на разных людей, и, грубо говоря, предыстория, что с ними происходило. Если мы формируем ассоциацию третейских судов и подключаем их к блокчейн-реестру, который открывает сейчас... OpenAPI. Извини, что перерываю, просто сейчас нет никакой ассоциации третейских судов. Это легко сделать. Я вообще не понимаю, что это. То есть, смотри, есть, например, сейчас 2 действующих частных суда. Если они объединяются в ассоциацию, формируют... Какие сейчас 2 действующих суда есть? Частный суд Кебе и частный суд архистратига Михаила Архангела. Это вот один суд, который ты создал, который тебе. Да, Кебе. Он где-нибудь зарегистрирован? Нет, ну, то есть он информационно зарегистрирован в Big Data, все, этого достаточно. А где, в какой Big Data? Интернет называется. То есть понимаешь, ты просто как работает... создал паблик или как это? Смотри, тут надо понимать, как работает информация, чтобы это все оценивать адекватно. Сначала оно все выглядит кринжевым и смешным, чем каким-то явлением. Потом, когда мы набираем небольшой такой базис из успешных кейсов, которые уже есть, оно уже начинает обретать спрос и признание у определенных социальных кругов. Поскольку оно реализует их интерес эффективно, появляется еще один опыт репутации. То есть нужно, чтобы этот суд решал эффективно обращение граждан, да, каким-то образом? Ну, грубо говоря, боец Карельского национального батальона подал в суд архистратига Михаила Архангела на председателя Карельского национального движения за невозврат 400 евро, выиграл суд, председателя лишили движения. То есть пример того, что целое движение признало решение суда и исключило человека по решению этого суда. Ну, смотри, я сейчас вот, опять же, я хочу, чтобы у нас были какие-то механизмы судебные, я как бы чем больше, тем лучше. Просто как бы если у тебя есть внутри оппозиционный, вот, да, оппозиционный деколониальный суд, как бы, мне кажется, это, ну, массового обращения это не вызовет все-таки. Это поначалу. Все... Ну, то есть хорошо, что условно в движениях появляется какой-то еще один институт. Но насколько это будет идти дальше? Я хотел... И я так понимаю, это вообще же вопрос чисто репутационный. Ну, то есть вы же не можете принудить этот вот человек, жулика, которого выгнали, он в итоге отдал 400 евро или нет? Алексей. Я хотел дополнить Мише и сказать, что люди обращаются в ту или иную организацию, я не знаю, в Чебуречную, потому что она удовлетворяет их потребности.
является она юридически зарегистрированной, красивой, Ну, окей, известной хорошо. и так далее. Не Но имеет насколько значения. этот суд сможет удовлетворять Насколько я желание? знаю, есть уже несколько прецедентов с кейсов, где уже частично было удовлетворено. То есть исполнительные сделали какое-то решение, добились какого-то решения. Ну, решения-то добились, а люди, которые подавали, им-то что с этого? Нет, исполнители. То есть не суд, арбитр, а уже исполнитель. То есть он исполнил судебное решение. Так он отдал 400 евро или нет? Он получил репутационную издержку, в результате которого его теперь никуда не будут брать. Плюс эти материалы через специальное юридическое заявление передается в финскую полицию, поскольку данный человек живет в Финляндии. И далее Финляндия, используя эти материалы суда и все это судебное расследование, проводит уже собственное расследование на территории своего государства. То есть так идет... Я вот это имел в виду, что как бы вот какие-то вопросы, вот такие частные суды могут решить именно репутационную штуку, а пока как бы условные силовики или даже там сообщество вряд ли смогут. Хорошо, я сейчас опишу, как это работает на других кейсах. В случае с уголовными кейсами... Сейчас, извини, смотри, у нас просто интересно, что наша панельная дискуссия, как мы, значит, все можем помочь людям в России, пришла в обсуждении либертарианских судов. Вот. Но я думаю, это тоже было интересно всем. Как будут работать суды при анкапе? Вот. Давай ты сейчас закончишь, у нас просто время у панельной дискуссии заканчивается, и после нас выступает Вадим Никифоров. На какой вопрос ответить? Ну, ты хотел про суд, про другие кейсы. Ну, можешь... Слушай, хорошо, давай, если хочешь, можешь закрыть эту тему, или коротко, там другой из вас может... Раз я и совет, давайте кто-то из совета может сказать какие-то там мотивационные слова. Но можно и про суды, про анкапе рассказать. Очень мотивационная вещь. Смотри, как можно помочь Чувашии здесь сейчас? Во-первых, помогать информационно, рассказывать, что где происходит, кто где нарушает ваши права, нарушает права других жителей и так далее. Наши специальные организации расследуют эти кейсы, получают дополнительную информацию, передают в третейские суды. Третейские суды с электронными подписями юристов авторитетных принимают какие-то решения. Эти решения передаются специальным организациям, исполняющим наказание. В случае, если ответчиком является, например, каким-нибудь ФСБшником, террористом, который терроризирует население, то суд может приговорить его к чему-то, что лишит его возможности продолжать террористическую деятельность. И в таком случае специальные организации могут это исполнить. Для этого делается специальное вознаграждение. Например, сейчас мы объявили о том, что за выполнение таких вот решений суда даем 10 тысяч долларов за исполнение, собственно. Что, понятное дело, замотивирует исполнителей делать так, чтобы решение исполнилось, а потенциальных ответчиков замотивирует не становиться ответчиками, либо обращаться в суд превентивно, или просто как-то обращаться в суд, обжаловать это решение. Ну, в общем, как-то себя защищать, либо приходить в консенсус с истцом, компенсировать его моральный ущерб, физический, финансово как-то, чтобы истец как бы отозвал свои претензии от суда. И в таком случае интересы и права граждан будут защищены. Поскольку надо понимать трезво просто. Мы имеем дело не с правовым государством, мы имеем дело с государством-террористом. И чтобы защищать свои права, нам приходится защищать их так, как нужно защищать их от террористов, как Израиль делает с Хамасом. Спасибо, Миши. Спасибо Демократическому совету Чувашии за то, что вы пришли и поучаствовали в нашей панельной дискуссии. Извиняюсь за технические проблемы, из-за того, что не все люди, которые должны были поучаствовать, в итоге поучаствовали. Вот. Не у всех получилось. Вот. Большое спасибо вам за выступление, спасибо за вашу позицию. Вот. Надеюсь, у нас еще будет возможность обсудить и суды при анкапе, и насколько это нужно людям, и другие важные вопросы, как там декларация, там, независимость и так далее. Спасибо вам большое. Сейчас мы попробуем подключить Вадима Никифорова, который нам расскажет про сердитую Чувашию и про то, как там наш коллектив пытается тоже как-то менять ситуацию. Вадим, я тебя вижу в ютубной картинке. И, учитывая, что там какое-то опоздание, это значит, что ты точно здесь. А я тебя вижу тут на картинке, я тебя вижу через стекло. Я нашел, буду подключиться, очень рад. Всем привет, спасибо всем большое. Да, еще раз привет, Вадим. Давай
Я тогда помолчу, и мы все вместе тебя послушаем. Да, хорошо, Семен. Давайте меня послушаем. Так, я пытаюсь включить презентацию. Пока не вижу. Скажите, дайте мне знак, если... все вижу. Мне ответственная миссия рассказать о деятельности Сергея Чувашии, о том, кто мы, для чего мы пытаемся добиться. Я буду говорить от лица всей команды, но, как вы видите на фотографии в презентации, я, разумеется, не один. К сожалению, тайминг не позволяет рассказать обо всех проектах, которыми мы занимаемся, но я постараюсь поторопиться, ужаться. Давайте перейдем сразу к первому проекту. Вот скрин-сообщение, которое прислали от Сергея Чувашии. Доброе утро, находимся в банкомате Московской области. Работаем здесь, утром заходят полицейские, говорят, давайте паспорта, поедем в военкомат. Не отпускают до ночи домой и говорят, не поедешь, сразу куда-то отправляют. Что это такое? Это трудовые будни, который сидит в офисе Сергея Чувашии, отвечает на сообщения, и одновременно этим я открываю первый блок нашей деятельности, это противостояние мобилизации. Конечно, и мобилизации в частности, войне в общем смысле. Это только один пример. К сожалению, мне нельзя рассказать о других, и об этом подробнее тоже, хоть и видео есть. Могу сказать, что конкретно в этом случае все закончилось хорошо. Мы потратили на это выходной день, были на связи с этим человеком, он благополучно избежал юридических последствий и на фронт не отправился. Собственно, это одно из направлений деятельности Сергея Чувашии. Сейчас вы, я надеюсь, увидите несколько фотографий, которые присылают от нашего канала. Сейчас, извините. Которые присылают в бот нашего канала, где раздают повестки Чувашия. Сейчас канал заморожен, но у нас была такая мощная сила, в которой люди, удивительно даже для меня, но кооперировались, предупреждали друг друга о том, что рядом опасность, о том, что люди раздают повестки. В верхнем левом углу вы должны, вы скорее всего, видите, надеюсь, кинотеатр под открытым небом, рядом с которым стоит мобилизационный пункт. Вот. Это из анонса одного из провластных каналов. Разумеется, эту деятельность нужно освещать, и хотелось бы рассказать тоже о проблеме, с которой мы сталкиваемся. Это то, что действительно недостаточно обратной связи, отклика, потому что вот эту машину, не знаю, вот это комьюнити, это сообщество мы можем выстроить только вместе. Поэтому делитесь с нами информацией, если не хотелось бы, конечно, но если мобилизация вернется, мы, разумеется, разморозим этот канал, будем продолжать спасать людей от принудительного отправления на войну, получается. Здесь небольшой такой блок, личная часть. Очень Семен об этом не знает, но я решил использовать свое эфирное время, чтобы рассказать личную историю. Я тоже служил в армии. Это была срочная служба, не контракт, и мне тоже, как и многим моим землякам, приходила повестка. И я действительно не понаслышке знаю, что армия – это совершенно другой мир. И что, когда ты находишься в системе, ослушаться приказа, сделать по-своему бывает очень сложно, на тебя не бывает, а всегда очень сложно, на тебя давят обстоятельства, на тебя давят командиры. И поэтому, как бы это банально не прозвучало, я нашим соотечественникам советую для того, чтобы обезопасить свою жизнь и свою жизнь, и для того, чтобы обезопасить себя от этого страшного греха, убийства, я советую на фронт не попадать, в принципе. Но это не значит, что мы отказываемся от людей, которые уже там. Это не значит, что сейчас будет небольшой поинт в стиле наших мальчиков. Тем не менее, это не значит, что
мы от вас отвернулись, если вам нужна помощь. Нет, мы не будем собирать вам на носки и квадрокоптеры, но если вы поняли, что вы не можете, что вам нужна юридическая поддержка, психологическая, сколько угодно, пожалуйста, пишите нам. Мы, сердитые чуваши, Семеном Кочкиным, мы всей нашей командой готовы вам помочь. Один из главных проектов «Сердитые чуваши» – это список погибших, который мы ведем с первых дней. Я видел с первых дней специальной военной операции, я видел в чате было очень много вопросов про ситуацию с чувашским батальоном. Что с ним, могу лишь сказать, что пока нам нечего добавить, кроме того, что мы уже опубликовали. Но на этом примере, который сейчас прогремел на мировые уже даже СМИ, Newsweek об этом написал, мы видим все отношение властей к этим людям. Мы видим, как информация замалчивается, как родственники не знают, куда обратиться, как люди нам пишут и узнают о том, что их родственник погиб, их родственник, друг, бывший одноклассник от нас. Изначально мы ввели этот список с посылом, что, посмотрите, идет война, это не какая-то специальная военная операция, в которой участвуют только профессионалы где-то там далеко. Это самая настоящая война, в которой есть жертвы. Сейчас этот контекст утерян, власти более-менее вроде как признали, что да, идет война, и тем не менее продолжают скрывать информацию о погибших. Здесь я вас еще раз вслед за Семеном призову подписать нашу петицию, можете найти ее в «Сердитые чуваши», петицию за раскрытие имен всех раненых и погибших. В тексте описано, почему это очень важно. Переходим к YouTube, моя любимая часть. Поскольку я не занимаюсь, в основном я занимаюсь телеграм-каналом, но Семену в этом году удалось, я не знаю, если не прыгнуть выше головы, то как минимум сильно поднять свой уровень и качество, и глубины контента. Семен сделал 2 крупных ролика про Конституцию Чувашии, которые нежданно-негаданно как-то в процессе подготовки превратились в принципе, хронику политической истории нашей республики. И, разумеется, это тоже важно, потому что мы еще не осознали 21 век как историю. Нам казалось, что мы еще в этом живем, что это наше настоящее, что это реальность, а эпоха уже прошла. И отрефлексировать ее, осмыслить ее невероятно важно. Опять же, ссылаясь на отзывы людей, люди благодарят и пишут, что не знали об этих фактах. Мы обязательно выпустим 3-ю часть про 10-е и 20-е годы. Ну и еще небольшое добавление про YouTube. Каждый день мы выпускаем шортс, чтобы захватывать новую аудиторию людей, которым ближе такой короткий, быстрый контент. Да, возвращаясь к «Сердитой чуваши». Еще один очень важный поинт про «Сердитую чувашу», что это настоящее место для дискуссий, как вот эта известная фраза Бузлова: «Парламент не место для дискуссий». Сегодня она стала реальностью. Парламент официальный в Чувашии и вообще в России не приемлет каких-то дискуссий, приемлемые. Зачем я об этом рассказываю? Вот буквально долго до меня вы видели, как сепаратисты, настоящие борцы за независимость республики, могли высказаться. Мы также пишем вот такой неочевидный пример про граждан СССР, про признанных экстремистских организаций. Это не значит, что мы согласны с этими людьми. Это значит, что проблемы и идеи нужно обсуждать. Если вы не согласны с кем-либо из спикеров нашей конференции, например, с Мишей или с Алексеем, если вы не согласны со мной, с Семеном, знаете, что вы всегда можете обратиться к нам за информационной поддержкой, поскольку мы пишем не только про наших друзей, мы пишем обо всем. Мы пишем, насколько это возможно, объективно.
И мы хотим, чтобы «Сердитая Чувашия» не воспринималась как какой-то проект узкой направленности. Нам действительно нужна самая широкая коалиция взглядов и людей. На фотографии моя близкая подруга Оля Лизункова. Еще одно направление нашей деятельности – это правозащита. На эту смелую девушку было заведено и административное, и уголовное дело о дискредитации. Мы ее успешно вывезли. Тут такой небольшой рекламный ход. Вывезем и вас, если у вас проблемы с репрессивным режимом. Знайте, что за помощью в оплате штрафов, в миграции, в какой-то, опять же, психологической поддержке, вот «Сердитая Чувашия» для вас. Да, еще одно направление нашей деятельности. В этом году мы стали активнее освещать вопросы языка, культуры, искусства чувашской. Это важно для осознания собственной субъектности, это важно, опять же, для наших читателей. Мы будем делать это и дальше, если вы чуваши или прочим делаете интересный необычный контент. Бесплатно, разумеется, просто потому что мы любим Чувашию, мы готовы открыть предложением, пожалуйста, пишите, мы о вас расскажем. Вот это большая боль, проект Чувашской национальной газеты на чувашском языке. Это очень важно для людей, которые все еще получают информацию не из интернета, которые все еще читают газеты. Мы придумали макет газеты на русском языке, но нам очень не хватает переводчика на чувашский. Да, я говорю о проблемах, об успехах. Действительно, если вы владеете литературным чувашским языком, если у вас есть образование, может быть, журналиста или преподавателя, пожалуйста, пишите, мы хотим с вами работать. Еще одно направление нашей деятельности – это, собственно, такая рекурсия небольшая. Я на конференции «Сердитой Чувашии» буду рассказывать про конференцию. Для чего это нужно нашим читателям? Для того, чтобы видеть, что чуваши, в общем-то, не безразличны людям из других регионов и стран. У нас есть сильные политики, есть творческие деятели, есть ученые и исследователи, которые готовы вместе с вами строить прекрасную пресловутую Чувашию будущего. Долго распинаться не буду. Перейду к самому нашему любимому, и это доказательство того, что все эти конференции проходят не зря. Первая конференция закончилась, буквально завершилась выводом о том, что нам нужно создать какой-то чат диаспоры по всему миру, чувашской диаспоры по всему миру. Мы его создали, сами не ожидали, насколько хорошо, насколько интересно это получится. Чуваши нашлись не только в Германии, США или там, в Сербии, популярных направлениях для миграции, но даже в Перу и, например, в Люксембурге. Поэтому, опять же, к вопросу миграции, знаете, что если вы собираетесь уехать из России или хотя бы путешествовать, или какой-то волею судеб оказались на чужбине, обращайтесь к нам, вступайте в чат, зовите других чувашей, не чувашей тоже зовите, давайте помогать друг другу в миграции, давайте говорить о том, о чем нельзя говорить людям внутри России. Еще раз Олег Ельцин сегодня на конференции. Это такой один из небольших тоже успехов чата. Олег находится в Аргентине, как он сказал, и в Аргентине, на удивление, крупная чувашская диаспора, которая готова выступать против войны, которая популяризирует чувашскую символику, которую мы все так любим. Вот рядом висит бело-синий флаг. Ну, Семен может со мной не согласиться, но, на мой взгляд, как проект единого антивоенного символа, он не дался. У нас есть свой антивоенный символ, это наш флаг Чувашии. Давайте консолидироваться. Мы скажем то, что нельзя сказать вам. Мы поможем вам, просто, пожалуйста, обращайтесь. Коалиция против пропаганды. Еще один наш проект. Сейчас в
сфере публичной оппозиции идут споры насчет того, что делать на выборах, нужно ли объединение. Слава богу, нас это все не касается, мы уже объединились, мы уже вместе, и мы будем использовать это окно возможностей, в котором люди интересуются политикой чуть больше, чем обычно, а именно выборы, здесь я ставлю большие кавычки, 2024 года. Присоединяйтесь к коалиции, давайте вместе бороться с пропагандой в широком смысле. Так, немного меня торопит. Ну, хорошо. Еще один из проектов Чувашии – это борьба со школьной пропагандой, вопрос о борьбе с пропагандой. Сейчас вы видите рисунки, на которые Министерство образования Республики отреагировало как на диверсию, даже обещало провести какое-то там расследование. Не знаю, провели или нет. Вот, еще один рисунок. Сегодня школа, к сожалению, возможно только такие рисунки, когда первоклассники пишут, что они будущие танкисты. И это тоже аудитория, с которой нужно работать. Я говорю не о детях, я говорю об их родителях. Если раз мы взяли такую миссию бороться с пропагандой, мы должны противостоять этим урокам мужества и разговорам о важном. Мы еще уже предлагали и еще предложим эффективные методы, какие-то методички, подборки материалов для того, чтобы не потерять вот это будущее поколение. Наши дети наше будущее, хочется, чтобы они были все-таки не танкисты. Вот, наше будущее, если мы не будем бороться с школьной пропагандой. Еще один проект коалиции, листовки. Знаю, о чем вы подумали, поверьте, первое, о чем мы позаботились, это безопасность тех, кто все это будет разносить, расклеивать. Это и цифровая безопасность, и безопасность, собственно, на практике, на улицах, как не оставить отпечатки пальцев, где лучше расклеивать. Листовочную кампанию мы еще проанонсируем в Сердитой Чувашии. Об этом подробнее расскажем позже. Так. Да, Вадим? Галопом по Европе получилось очень быстро и сумбурно. Основные тезисы у меня такие. Сердитая Чуваша не хочет замыкаться в себе. Сердитая Чуваша хочет широкой коалиции взглядов, людей, мнений, объединений. Коалиции, объединений. Ответ на вопрос моей лекции, почему Чувашия сердитая, очень простой. Потому что мы любим свою родину. Вообще слово «сердитый» возводит к слову «сердце». Раньше верили, что в сердце живет не только любовь, как сейчас принято считать, но и другие эмоции. Отсюда выражение «сделать что-то в сердцах», то есть на эмоциях. Чувашия сердитая не потому, что она злая, хочет разрушить старый уклад, потому что мы полны ненависти. Мы полны любви к своей республике, к своим землякам, к своим людям. Наше сердце принадлежит Чувашии, мы болеем за Чувашию, и Чувашия сердитая именно потому что мы ее любим. Вот, спасибо за внимание. Я жду вопросиков. Спасибо большое за твое выступление, Вадим. У нас вопросы, опять говорят про плохую связь, плохой микрофон у тебя. Но тут просто момент такой, что, видите, когда мы сидели вместе с Дашей в студии, то у нас были проблемы с микрофоном, и мы приняли решение, что мы разделимся. Вадим тоже недалеко в этом же помещении находится, но у него не такой микрофон, а микрофон от ноутбука. В общем, извините, мы следующее. Если мы будем делать стрим, если мы будем делать конференцию в виде стрима, то мы к технической стороне подойдем гораздо серьезнее. Просто в прошлый раз у нас все было очень круто, и я думал, что тут все тоже будет хорошо. У нас вопросы интересные. Когда уже будут посты на чувашском языке, и будет ли мерч от Сердитой Чувашии?
Вадим, можешь ответить на что-нибудь? Я могу ответить на вопрос. Посты на чувашском будут, когда мы найдем переводчика на чувашский. К своему стыду, это стыд. Сёма, ты согласен, что это стыд? Я надеюсь, со мной. Мы не знаем Да, чувашского конечно. языка. Это реально очень грустная штука. Но я уже отвечал на этот вопрос в интервью, которое так и не вышло. Но, в общем, у меня есть прям поинт по этому поводу. Я, когда занимался активизмом в Чебоксарах, я не говорил о проблемах чувашского языка. Я не говорил, да, там, про проблемы, да, вот как чуваши, как национальность. Я говорил просто как граждан Чувашии, как бы на самом деле нужно было говорить и о языке, и о культуре и так далее. Я почему-то думал, что это не самая важная проблема, что можно, значит, это потом, там сначала с Путиным, а потом уже там другими вопросами заниматься, вот. И из-за того, что мы не говорили и как бы вот не выступали по этому поводу, люди, которые занимаются чувашским языком, чувашской культурой, да, популяризируют язык и вот пытаются на эти процессы как-то влиять, они нам не особо доверяют, да, и их актив тоже нам не особо доверяет, поэтому мы, собственно, не можем найти человека в команду, который бы хорошо бы писал, бы говорил на чувашском. Мы как бы совсем с Вадимом, ну, как бы у нас как бы команда, у нас не только я, Вадим, есть еще люди, но у нас с чувашским языком все не так хорошо, чтобы писать прям посты. В общем, я надеюсь, мы найдем человека, который придет нам в команду и будет поднимать у нас чувашское направление. Я бы очень бы хотел, чтобы это наконец-то бы случилось, мы бы и газету бы наконец-то бы выпустили. И, может быть, у нас был бы отдельный бы канал бы только на чувашском языке. И я думаю, что многие люди бы читали бы даже, ну, то есть понятно, что там все владеют русским. Это было скорее для того, чтобы вспоминать язык, чтобы его не забывать, потому что нужно постоянно соприкосновение с языком, но как бы не все не только в Чувашии живут, не все как бы не все в России, вот, и поэтому нужно какое-то чтиво на чувашском, и я думаю, это как раз было бы одно из таких вот, один из вот прикосновений с языком. Вот, что касается мерча, ну, я каждый раз переживаю по поводу безопасности, вот, но я надеюсь, мы... Я хочу по поводу мерча сказать. Вот, Семен, для тебя это будет неожиданность, даже ты это не знаешь. Я видел мерч с символом Килишу. Я неправильно произнес это слово. Килижу. Потому что я говорю Килижу. Я уверен, что это именно руна Килижу, а не похожий символ. Его сделала одна чувашская мастерица, назовем ее так, дизайнерка. Я не буду раскрывать это имя на всякий случай, чтобы не навлечь излишнее внимание. Но мерч Килишу уже есть. Носите классный чувашский мерч чувашских дизайнеров и дизайнеров. Вот что могу вам посоветовать. А мы продавать мерч в Россию не сможем из-за бюрократических и юридических проволочек. Увы. Ты меня не удивил, Вадим. Я думал, ты сейчас скажешь, что у тебя уже типография подпольная есть, которая делает мерч. Я замечаю тоже. Мне скидывают периодически фотографии там с какими-то вот там именно стилежу. Вот, я видел футболки. В общем, я это все, за этим всем тоже смотрел. Но мы как-то, почему-то у нас, видимо, не получилось в выходной пост это все засунуть. Или что-то такое. Ну, в общем, да, в целом уже вы сами можете делать какие-то вот штуки стилежу, но есть еще момент, я думаю, мы точно сделаем стикеры. Вопрос только, стикер, в смысле, как бы, который можно будет клеить. Вопрос только в том, это будет в виде каких-то вот носителей, чтобы люди видели, либо для актива, да, или там для наших доноров, чтобы они там наклеили себе там на ноутбук, на компьютер, или там на какие-то свои вещи. У нас как раз есть наша лисичка замечательная, Шелепи, да, вот наши стикеры в Телеграме, можно как раз ее под это все дело сделать. В общем, я надеюсь, у нас будет немножко побольше ресурсов, и мы это обязательно запустим. Вот. Если у нас вопросы, если у нас время на ответ на вопрос... время закончилось. Ну, хорошо. Спасибо тебе большое, Вадим, за выступление. Спасибо вам большое за вопросы. Не на все удалось ответить, но, с другой стороны, мы получили от вас вообще запрос.
да, по вот куда нам лучше двигаться. Да. Спасибо, Семен, мой коллега Семен. У нас следующий выступающий Иван Елисеев, политик из Удмуртии, основатель движения «Удмуртия против коррупции». Я надеюсь, он что-то скажет, потому что у меня нет экрана. Да, Семен, приветствую тебя, ты меня слышишь? Ура! У тебя как-то очень... слышно. Ну я тебя слышу отлично. Ага. Надеюсь, что зрители в Ютубе тоже. Надеюсь, что да. Вообще, я думаю, техническая часть нашей конференции оказалась на каком-то супер низком качестве, но еще раз, зато было очень дорогие интересно, зрители. И очень интересно было слушать спикеров, с какими-то хотелось поспорить, я, может быть, в процессе своего выступления это сделаю. Каких-то было очень интересно слушать, поэтому огромный респект за эту конференцию тебе, Семен, и всей сердитой Чувашии. Спасибо большое, Иван. Я думал, я сейчас скажу спасибо большое, Иван, и ты начнешь. Давай ты все сам скажешь и про свою тему, и начнешь свое выступление. Да, спасибо большое, Семен. Я бы хотел единственное задать такой вопрос, если меня слышат, видно ли мою презентацию, потому что это моя шпаргалка, на которую я ориентируюсь. Да, было бы здорово понять. Надеюсь, ее видно. Да, давайте просто, может быть, нам скажут. Видно, все в порядке, да? Отлично. Да, тогда начну. Меня действительно зовут... Да. Меня действительно зовут Иван Елисеев. Я представляю движение «Удмуртия против коррупции». 2 года мы уже боремся с системной коррупцией в Удмуртии и ее последствиями, то есть произволом, войной, мобилизацией и так далее. Мы находим важные истории из Удмуртии и привлекаем к ним федеральное внимание. Нас неплохо читают в Телеграме, примерно по 500 тысяч охват у нас в месяц в Телеграме. И, кроме того, мы ведем и поддерживаем общественные кампании в нашей республике. Ведем мы кампании против мобилизации и вербовки на контракт, а поддерживаем самые разные и всякие. И изначально хотел бы ответить на вопрос, потому что Удмуртия против коррупции, и сейчас достаточно часто звучит вопрос, а зачем вообще бороться с коррупцией во время войны? Да, одну секундочку. Я вижу, что... Так. Ага. Да, супер. Все. Да, так вот, часто звучит вопрос, а зачем вы вообще боретесь с коррупцией во время войны? Ну, и на самом деле мы на этот вопрос отвечаем достаточно однозначно. Во-первых, мы делаем не только это. Во-вторых, мы считаем, что война и мобилизация – это самые прямые последствия системной коррупции. А в-третьих, собственно, мы не очень понимаем, почему мы должны останавливаться в этом действии, потому что, ну, как, знаете, говорят, автобусы продолжают ходить, значит, на автобусах продолжают воровать, значит, нам надо об этом рассказывать. В частности, на этом слайде вы можете видеть кампанию нашего расследования прошлого года, когда мы нашли, что на удмуртских, на ижевских автобусах украли 2 миллиарда рублей, и мы на остановках, наши волонтеры, вешали такие вот стикеры с надписью «Когда придет автобус», чтобы все желающие могли прийти по QR-коду и узнать, собственно, почему автобусов так долго нет, где автобусы и сколько на них украли. То же самое, люди продолжают болеть, значит, нужно рассказывать о том, как воруют на медицине. Поэтому вот для нас это, в общем, не вопрос. Тем не менее, сегодня я хотел бы рассказать о том, что делать в регионах, чтобы это поскорее закончилось. Под этим имеется в виду произвол, война и диктатура. Я предупреждаю, что каких-то крышесносных способов, которые я сейчас расскажу, вот, которые мы можем сделать в Ижевске или Чебоксарах, а завтра Путин на Валдае это вот увидит и запишет обращение, что он устал, он ухожу, такого не будет. Я предложу осмысленные действия, опираясь на практику нашу в Удмуртии, несколько вариантов, которые можно делать относительно безопасно и которые могут дать какой-то ощутимый результат. И, соответственно, и хочу я начать с активизма по невоенным темам. Об этой теме очень мало сейчас говорят, потому что понятно, что в центре обсуждения политологов всегда Украина, Путин, и понятно, что это самое важное, и война – это самое худшее, что сейчас происходит
Но по нашей практике я пришел к парадоксальному выводу, что сейчас, на второй год ужасной войны в Украине, активизм по локальным темам не более опасен, чем до войны, но более эффективен, чем до войны. То есть, делая что-то по локальным темам, вы, по-прежнему есть определенные риски, конечно, но шанс, что вы добьетесь результата, гораздо больше, чем до 24 февраля 2022 года. Я потом приведу примеры, но сначала скажу, почему вообще так работает. Значит, этот кадр, мне кажется, так выглядит любая администрация любой республики, любой области сейчас. Примерно так сейчас, мне кажется, выглядят чиновники высшей Чувашии, Удмуртии и так далее. Потому что у региональных властей сейчас реально есть установка на имитацию нормальной жизни. А имитировать нормальную жизнь в регионах очень сложно во время войны. Потому что, представьте себе замгубернатора или там замглавы республики. Его снизу подпирают матери мобилизованных, говорят, когда будет ротация, да? Потому что все это замкнуто как бы на региональные власти. Сверху ему присылают новые разнарядки на набор контрактников, а ведь еще что-то вот надо делать, какие-то же у них вот эти нацпроекты, что-то должно происходить в регионе в целом. Вот, поэтому если раньше в регионе происходил или в городе какой-то локальный протест, там типа лес рубят, жители против, то раньше региональные администрации включали весь свой ресурс, медийный, то есть так, чтобы никто об этом не услышал, административный, подавить с этой точки зрения, силовой, для того, чтобы это подавить. Сейчас, когда это происходит, этого ресурса просто физически не хватает, потому что весь ресурс занят войной. И власть в каких-то моментах, небольших, вынуждены идти на попятную. Вот несколько примеров буквально из нашей последней практики. Это, сразу предупреждаю, это совсем небольшие дела. Это не то, что там, знаете, заместитель Путина ушел в отставку. Нет, но это все равно важно. То есть, например, мы все лето писали о гибели рыбы в Воложском районе Удмуртии. И много кто писал, и действительно местные жители возмущались. В итоге уголовное дело по этому факту было заведено. Раньше, какие бы экологические катастрофы ни происходили, всем было пофиг. Так глобально всем было властям пофиг. Также в Ижевске временно отремонтировали лестницу, о которой мы писали, про набережную. Это был достаточно большой скандал в Инстаграме. Тоже сколько таких раньше было лестниц, сколько было тротуаров. Всем было плевать. Тут взяли, отремонтировали. Чтобы не шумели лишний раз. Потому что это реально тема, которая расходилась в соцсетях. Петиция, я не знаю, там, если вы там занимались каким-то активизмом или что-то, сколько этих петиций? Зайдите на Change.org, и из них половина будет о сносе исторических домов, типа не сносите наш исторический дом. Всем всегда было плевать. Тут раз возникает петиция, 1000 человек ее подписывают, и в итоге Бастрыкин сам выступает, глава СК РФ, Следственного комитета России, выступает с заявлением и говорит, что возьмет это на личный контроль. К сожалению, там не очень хороший получился финал. Все-таки собственник снес эти дома. Но, тем не менее, сейчас вот губернатор от главы республики до Бастрыкина все сейчас возмущаются по этому поводу. Возможно, тоже будет уголовное дело. И прямо сейчас, когда я собирал эту презу, вот вы видите на слайде, это повесили в одном из районов Ижевска. Там должны будут построить крематорий, и жители вывесили вот такой баннер. Я думаю, что если бы они вывесили такой баннер в 2021 году, то он бы провисел 2 часа. Сейчас он висит несколько дней, и люди голосуют. У власти нет сил для того, чтобы тратиться на локальный активизм и поэтому на какие-то такие локальные проблемы. Я еще несколько примеров приведу. Этот слайд называется «Победа над маразмом». И на самом деле маразма здесь только 2, но это очень хорошо подтверждает вот эту точку зрения, что региональные власти очень сильно заняты военной повесткой, и поэтому, если возникают другие поводы возмущения, они готовы идти на попятную. Например, после наших публикаций остановили опросы врачей по поводу лояльности Путина и Единой России. Они проводились этим летом, то есть буквально врачей отрывали от работы, собирали, спрашивали, доверяют они Путину и Единой России или нет. Мы об этом написали. Через пару месяцев организаторка этих опросов, которая на секундочку работала главным кадровиком губернатора, то есть достаточно высокопоставленный по меркам Удмуртии чиновник, ее слили в отставку, опросы прекратились через 2 недели после этого.
Если мы говорим совсем про маразм, недавно мы нашли новость, что в одной из ижевских школ будут проводить тыквенный спас. И эту новость, в общем, перепостили все, там, все независимые медиа, вплоть до Александра Невзорова, естественно, так очень в шутливой манере. В итоге в 16-й школе города Ижевска не будут проводить тыквенный спас. Да, тыквенный спас – это замена Хэллоуину, то, что должно было быть вчера. Вот, небольшая маразматическая штука, но тоже, соответственно, они увидели, что люди возмущаются, они перестали это делать. Еще одна вещь совсем смешная. У нас в Удмуртии прошло буквально в прошлом месяце несколько открытий объектов по инициативному бюджетированию. Это выглядит примерно так же, как на этом слайде. То есть где-то в удмуртской деревне, это было в Можгинском районе, а вот конкретно на фото это Близино, открыли скамейку, повесили шарики, натянули ленточки и так далее. Естественно, это облетело все независимые медиа, что типа вот смотрите, в Удмуртии открыли скамейку и разрезали ленту. Нам стало известно, нам написал один из людей в администрации района, что прошло очень жесткое совещание с тем, что не надо перерезать ленточки на открытии социальных объектов, это вообще адский зашквар. Ну, то есть, вроде и смешно, с другой стороны, они резали ленты, и теперь они больше этого не будут делать, лишь бы объекты открывали. Короче, подытожив про активизм про невоенные темы, он реально более результативен и не более опасен, чем раньше. Я ни к чему не призываю, вы сами взвешиваете всегда свои риски, находясь в России, но тем не менее, больше шансов добиться результата. При этом я в этом смысле хочу подискутировать с одним из предыдущих спикеров, Олег Елькин, по-моему, его звали, который сказал, что, в общем, урбанистика сейчас это равно коллаборационизм. То есть сотрудничать с властями по улучшению жизни это ужасно, сказал он, и вообще это, значит, помощь фашистскому путинскому режиму. Я согласен с тем, что сотрудничество с властью, наверное, это не очень хорошо, и урбанистические истории, я с этой оценкой согласен. Но я не согласен с тем, что улучшение жизни как-то легитимизирует режим. Вернее, в 2020 году я бы согласился, скорее сказал, что теория малых дел, она не приносит никакой пользы и, да, действительно легитимизирует режим. В 2023 году, после войны, путинский режим невозможно легитимизировать. То есть он еще сказал, что и потом эти люди видят улучшение, идут голосуют за Путина. Ну, не бывает таких людей, которые вот идут, значит, пойдут в марте голосовать за Путина и будут думать, так, то, что Мариуполь разбомбили, как бы начали войну, это, конечно, плохо, но я проголосую за Путина, потому что вот они нас услышали и лавочку поставили во дворе. Ну, нет таких людей, так не работает. Наоборот, если люди вовлекаются в гражданский активизм, у них появляется практика гражданского действия, появляются горизонтальные связи, то, о чем говорила Дарья. А самое главное, что если человек занимается своими лавочками, своей остановкой и так далее, он не смотрит Соловьева в этот момент. И об этом тоже, мне кажется, нельзя забывать, потому что это действительно очень важно. И это задел на будущее. Конечно, это задел на будущее, это не помогает нам остановить или приблизить остановку войны. И, соответственно, вопрос следующий в том, что... Да, Семен, ты включил микрофон, хотел что-то добавить? Не, я просто готовился к концу твоего выступления и вопросом тебе. Да, хорошо, без проблем. Да, соответственно, вопрос, можно ли не только заниматься локальным активизмом, но как-то приблизить конец войны из Ижевска или Чебоксара или любого другого? Вопрос отвечаем однозначно, что да, можно это сделать, потому что солдаты – это топливо путинской войны, и очень логично, чем меньше солдат, тем короче будет война. Мы через наши ресурсы сделали 2 проекта на эту тему. У нас тоже, как вот Вадим говорил, что в Чувашии это было, у нас в Удмуртии тоже был проект, где раздают повестки в Удмуртии. 2 миллиона раз его посмотрели на пике мобилизации. Это, у нас в Удмуртии 1,5 миллиона живет, если что, это очень много было. И действительно нам удалось создать комьюнити, которое очень оперативно, значит, оповещало о разносе повесток. И до сих пор, по-моему, наш вот канал тоже заморожен сейчас, но он вот по России 2-й. Вот есть московский, и следующий по подписчикам это где раздают повестки в Удмуртии, потому что у нас, правда, как-то люди вовлеклись. В качестве результата я сюда дописал, что действительно это нам в основном, конечно, удалось охватить только Ижевск, поэтому у нас в Ижевске случился недобор мобилизованных. Меньше солдат, короче, война. И, значит,
в этом году, когда началась кампания вербовки по контракту, мы начали кампанию «Не ходи, убьет». Это кампания о том, что... Простите, кот лезет в кадр. Секунду. Да. Значит, это кампания о том... Мы вели список погибших земляков из Удмуртии, выкладывали цифру, выкладывали их истории и делали это изначально с четким посылом. Тоже Вадим упоминал, что действительно вот, важно не только считать людей, но важно как-то это грамотно коммуницировать. Вот мы выбрали такой путь, как «Через «Не ходи, убьет». И это были и стикеры, это были истории с фронта, и мы, в общем, на примерах людей из своего города и села старались убедить людей не ходить воевать. Как результат, сложно, конечно, говорить о результате, но наш сайт был заблокирован Роскомнадзором. Видимо, действительно, каким-то образом мы повлияли на набор контрактников в Ижевске и Удмуртии. Да. Все-таки кот добрался до камеры, простите. Возможно, он влезет в кадр еще. Я продолжу. Да, соответственно, в силах, мы это делали через наши ресурсы, но я считаю, что в силах каждого, отговаривать свое окружение идти на войну. Используйте для этого разные способы. Кто-то, запугивая, значит, своих знакомых, отправляет там им страшные кадры с фронта. У кого-то это работает. Кто-то, наоборот, идет путем пряника и говорит, не иди ты, значит, служить, потому что, не нужны тебе эти 200 тысяч, чтобы быть на войне. Да, лучше вот пройди вот этот курс, значит, Data Scientist, звучит как интеграция. Вот, и ты эти же 200 тысяч будешь зарабатывать без риска для своей жизни. То есть у нас часто это бывает в нашем чате, когда приходит человек и, собственно, говорит, вот давайте вместе придумаем, как отговорить человека идти на фронт. Это нужно делать. Ну, еще раз повторю этот принцип. Если у Путина не будет солдат, не будет войны. Делайте все, что в ваших силах, чтобы переубеждать людей. Это действительно в ваших силах. После этого, значит, следует такой вопрос. А можно ли, по окружению все понятно, можно ли как-то выйти за пределы своего окружения и таким способом тоже приближать окончание войны? На самом деле способов много, там, листовки, вот это вот все я не буду рассказывать. Я только один пример приведу. Да, я приведу только один пример. Это, значит, мемориалы, стихийные мемориалы о жертвам путинской агрессии в Украине. Они начали появляться в нашем городе, соответственно, в Ижевске. Они начали появляться во многих других городах нашей страны. И чем мне нравится история с мемориалами, тем, что это буквально один человек равно один город. То есть как появился мемориал жертвам путинской агрессии в Украине в Ижевске. Один человек буквально шел по городу и говорит, я хочу, произошел очередной ужасный обстрел, значит, многоэтажки в Украине. Он говорит, я сейчас пойду и положу просто листок, положу цветы к нему. Человек так и сделал. После этого люди продолжили нести туда цветы. И вот так, и это было после страшных событий в Умане, было после страшных событий в Харькове. В силах каждого сделать такой мемориал. И здесь один человек равно один город. То есть это действие одного вас может привести к тому, что ваш город, пусть даже небольшой, попадет в сводки СМИ, как что, соответственно, ваш город против войны. Да, кот все-таки влез в кадр, но я думаю, что в этом нет ничего плохого. Да. Ну и последнее, о чем я расскажу. Еще один способ, которым можно выйти за пределы своего... Еще один способ, который есть в силах каждого человека, это общаться со своим окружением и заниматься антивоенной агитацией. Для этого мы сделали газету. Вот газету, которую мы назвали «Удмуртия завтра», в которой мы будем рассказывать новости республики без цензуры. И мы, конечно, сначала вдохновились газетой «Женская правда» феминистского антивоенного сопротивления, и потому что у них классно получалось общаться с аудиторией, которая не получает информацию из интернета, и это было довольно актуально для нас. Вот. А затем мы вдохновились, собственно, идеей Сердитой Чувашии о самоиздате на национальном языке. Вот. И сделали свою газету, она будет выходить на 2 языках, уже есть первый выпуск, русском и удмуртском. «Удмуртия завтра», «Удмуртия Чукаже».
Но в процессе того, как мы, собственно, создавали эту газету, у нее появился еще один смысл. Мы решили, что распространять газету по ящикам – это хорошо, но не менее эффективно, а вернее даже более эффективно, при всем уважении к тем, кто распространяет действительно газету по ящикам, это если мы сделаем эту газету помощником по общению с родственником. То есть еще дополнительным способом, с чего можно начать общение со своими родственниками, которые любят смотреть телевизор. И вот на простых примерах, собственно, попробовать их еще раз переубедить. С помощью этой газеты мы делаем следующую вещь. Мы пробуем говорить с телезрителями в понятном формате, потому что понятно, что газета – это максимально понятный формат для человека старшего возраста. На понятные темы мы говорим вот о том, что сотрудников скорой помощи Глазова держат за рабов. Мы говорим о том, что в Удмуртии ураганом снесло две школы, а восстановить могут только одну, потому что нет денег, все ушло на войну. Мы, конечно, говорим о войне, но на примере женщины, врача из Удмуртии, которую сейчас судят за дискредитацию армии. Вот. Мы стараемся говорить в понятной тональности, у нас там не найти фраз типа «Путин военный преступник», мы стараемся говорить простым языком с людьми и на понятном языке, в данном случае на родном языке. Это мы делаем с помощью газеты, но вот те принципы, которые я сейчас вывел на слайде, они актуальны, мне кажется, и для простого общения в жизни. Если вы будете стараться переубеждать своих родственников в понятном формате, на понятные темы, в понятной тональности и на понятном языке, мне кажется, у вас больше шансов добиться успеха в этом смысле. Последний слайд. Вот. Я хотел бы еще раз подчеркнуть 4 осмысленные вещи, о которых я попытался здесь рассказать. Заниматься активизмом по локальным темам, потому что это задел на будущее, и это может быть эффективно. Отговаривать окружение идти на войну. Сделать стихийный мемориал в своем городе. Вот. Взвесьте свои риски, но, по-моему, это по-прежнему достаточно безопасно. И переубеждать окружение. И я хотел бы еще раз сделать акцент на переубеждать окружение. На примере вот этого парня. Это Никита Горбунов. В марте этого года он провел в Ижевске акцию «Обними, если против войны». Эта акция очень активно разлетелась в соцсетях. Соответственно, они написали там от Монеточки до Дмитрия Глуховского. Очень всех вдохновила акция. И меня больше всего в этой акции поразил тайминг, потому что она прошла в середине марта этого года, то есть на 13-й месяц страшной войны. О чем это говорит? Это значит, что у людей постоянно меняется эмоциональное состояние. Люди из противников, те, которые изначально были за войну, переходят в разряд сомневающихся. Те, кто сомневаются, переходят в разряд противников войны. А те, кто противники войны, переходят в разряд активных противников войны. И это происходит в течение всей войны. Поэтому никто не знает, какой разговор, какой пост, какой видео, какой выпуск газеты станет тем самым триггером, который перетащит человека на сторону света. И я призываю всех пробовать и делать это по максимуму. Спасибо большое. Уверен, что мы победим. Спасибо большое, Иван. Спасибо большое за выступление. Спасибо за вдохновляющую речь. Не знаю, сможет ли тебе ответить Олег Елькин, но я думаю, у него будет возможность, может быть, он пост какой-нибудь напишет, что-нибудь такое, я тебе обязательно скину. Хорошо. Нам приходят вопросы. Сколько арестовали людей в Удмуртии за антивоенную позицию? Если мы говорим о людях, которые были арестованы, за антивоенную позицию имеются в виду, видимо, митинги, то есть или одиночные пикеты. Я думаю, что и поджог военкоматов тоже. Хорошо. Если мы берем антивоенные акции, я думаю, что это больше 20 человек. Если мы говорим, это административные протоколы, то есть это, к сожалению, счет идет на десятки. Если мы говорим про уголовные дела, то я, к сожалению, знаю как минимум о 4 уголовных делах, так или иначе связанных с антивоенной позицией. Это посты и комментарии в социальной сети, в одной из социальных сетей. Это повторные акции публичные, которые также, то есть дискредитация, которая сначала была административкой, а потом стала уголовкой.
Это поджог военкомата. Всего у нас в Удмуртии их было, получается, 3. И вот один из этих людей сейчас сидит в тюрьме. Уже прям в тюрьме на сроке. И еще один человек сидит в СИЗО за то, что он наносил антивоенные слоганы на стену города. Вот. Такая неутешительная статистика. Удивительно, да, вот в Чувашии меньше уголовных дел. Угу. Да, кто мог подумать? Интересно. Ну, да, к сожалению, здесь, да. Еще вопрос тебе по газете. А вы не печатаете в газете про АГС, про оформление повестки и общение с полицией? Печатаем. Буквально наш первый выпуск газеты вышел 13 октября. Мы стараемся добавлять туда то, что мы на сленге сами называем «полезняк». И как раз частью полезняка первого выпуска стали советы призывникам. Мы сначала думали сделать советы, как избежать второй волны мобилизации, но когда ее не было, мы сделали один из листов газеты посвятили способам избежания службы по призыву, и АГС это был один из этих способов в том числе. Да, конечно, мне кажется, это очень важно. Тут вопрос, ну вот я вот не знаю, тебе он или нет, это мне моя команда пишет, язык важен, но важна и свобода, а еще важнее политическая свобода от Москвы. Когда республикой правят ставленники Кремля, ничего хорошего не будет. Видимо, вот что ты думаешь по этому поводу? Я на самом деле полностью согласен с последним тезисом. В этом смысле Удмуртия особенно сильно пострадала. Ну, и не хочу сейчас сравнивать, кто сильнее пострадал, но у нас-то в Удмуртии вообще правит человек, который не имеет никакого отношения к Удмуртии. То есть его вот как Путин прислал в мае 2017 года Бричалова, до этого Бричалов ни разу не был в Удмуртии. И понятно, что ему полностью плевать на всех, кто живет в республике. И для него важно просто набить себе хорошее резюме, чтобы потом как-то продолжить свою карьеру где-то в Москве. Поэтому, да, это ужасно. И в этом смысле Удмуртия становится ресурсом для путинских чиновников. Вот, и мы стараемся, как можем, с этим бороться вот, на протяжении последних 2 лет. Тут спрашивают, можно ли мне написать в личку Telegram? Можете. Я думаю, найти мой Telegram несложно. Можете найти мой канал, который Кочкин, и там есть моя личка, можете мне написать. Вот, зайти в чувашский чат и там тоже со мной связаться. Вопрос, наверное, уже не тебе, когда Новочебоксар с Чебоксарами соединят. Я, знаете, смотрел интервью уже арестованного главы администрации Новочебоксарска Палтова, и он, как я понял, говорил то, что, судя по всему, такого уже не будет. Могу напомнить, что раньше лет 10 назад проходил референдум о присоединении Чебоксар, о соединении Чебоксар-Новочебоксарска, и на референдуме жители Новочебоксарска сказали, что не хотят соединяться с Чебоксарами. И я думаю, так или иначе, у людей до сих пор в Новочебоксарске такая же позиция. Поэтому, думаю, пока, в любом случае, это, наверное, с появлением политики только такие вещи могут произойти. Вот. Так, есть ли еще вопросы? Так, то есть это вы инициаторы поджога военкомата и недовольны тем, что дела заводятся? Смело. Странные комментарии. Иван, это ты организатор поджогов военкоматов в Удмуртии? Так получилось, что нет. Нет. Действительно, мы продолжаем. Нас за это, кстати, часто критикуют, что мы продолжаем предлагать подчеркнуто мирные способы протеста. И даже на самом деле очень смешно, что вот не смешно, а показательно, что наш сайт заблокировали, естественно, по обвинению в экстремистской деятельности, в том числе за инструкцию по распространению листовок и стикеров, потому что мы написали инструкцию, как распространять листовки и стикеры, чтобы не нарушать закон и не подставляться. Странно. Мы, наоборот, говорим людям, что распространяйте листовки так, чтобы не сесть. И, собственно, данная инструкция была заблокирована. Так всегда бывает. Да. Тут что логики искать в работе силовиков, и тем более блокировок. Спасибо большое, Иван, за ваше выступление, за ответы на вопросы. Спасибо, что позвали. Я думаю, что
кто-то что-то подчеркнет. Вот. Надеюсь, что такие способы борьбы тоже будут использованы в Чувашии. Может быть, кто-то начнет свои малые дела. В любом случае, пишите нам, если будете что-то делать, мы вам как-то информационно точно поможем. А если инициатива нам понравится, то, может, еще как-то там приложимся. В общем, если вы хотите что-то делать, пишите, мы готовы помогать всем на свете. Иван? Окей. Видимо, я остался один в эфире. Ну, хорошо. Спасибо вам большое, что смотрели нас. Извините за технические проблемы, за то, что микрофоны не работали, из-за того, что не получилось сделать панельную дискуссию, как мы планировали, да, то есть то, что как бы часть людей просто не присутствовала. Очень грустно, что я так понял, что когда выступал Олег Елькин, не работала презентация, он ее составлял, в общем, грустно, что так получилось. Вот, но окей, пусть будет там первый блин комом. Надеюсь, что в следующий раз, как бы посмотрим на вашу реакцию. Если вам понравится, то мы будем проводить еще такие стримы, конференции. В общем, тут я жду от вас обратной связи. Вот, хочу напомнить, что у нас есть сейчас петиция о том, чтобы власти опубликовали список погибших солдат из Чувашии, которые попали под обстрел вот в это воскресенье. Но хочу напомнить еще, что нас можно поддержать на Бусти, на Патреоне или криптовалютой. И надеюсь, что вы, зрители канала, увидели для себя, узнали для себя, открыли для себя что-то новое. Надеюсь, что вы будете заниматься каким-то активизмом, может быть, политикой. И если вы будете в этом участвовать, я был бы очень рад и был бы очень рад вам помочь. Мне тут, надеюсь, интервью с Дашей Сиренко, вообще рассказ Даши Сиренко получился. Если у нас не получилось из-за технических моментов, мы можем, если она сама захочет, мы сможем, надеюсь, отдельно записать, потому что, напомню, я на самом деле в последнее время верю больше в горизонтальные какие-то связи, чем вертикальные. В общем, надеюсь, у нас чувашское горизонтальное какое-то комьюнити, сообщество людей, которые хотят менять нашу республику к лучшему, образуется. Спасибо вам большое, что вы были на этой конференции. Всем хорошего вечера. До свидания.